Чикина, секретарями Людмилу Солодовникову и Галину Чикину за данное предложение. Мне бы хотелось еще поправочку сделать. То есть я бы хотел предложить вторую кандидатуру председателя данного собрания, то есть это уже собрание расширенное, насыщенное, нашего гостя, председателя Союза коллег народов Великой Руси Булдакова Александра. Поверните сюда и говорите людям, зачем нам вот сейчас рассказывать. Я вам еще раз говорю. То есть две кандидатуры поступило, выбрать председателем. Я предложил выбрать нашего гостя председателем собрания, председателя Союза коренных народов Великой Руси Булдакова Александра. Которого? Вот Булдаков Александр. Здесь я стою перед вами. То есть собрание у нас расширено, люди приехали с определенными задачами, и поэтому этим людям есть что сказать, и они знают, как провести собрание. Можно я скажу на свой счет, раз это поступило, Владимир? Я все-таки считаю, что председатель должен быть от вашего региона, вот, а высказаться, я считаю, мы каждый имеем право здесь высказаться, нужно регламентом просто закрепить и распределить. Это будет справедливее. Я благодарю, конечно, за доверие оказанное, вот, но я считаю, так будет справедливо. Мы все-таки гости, вы здесь хозяева, это ваша земля. Вот, поэтому на правах гостей я вот предложил предлагаю такой вариант. Два слова еще. Конечно, это принимается, но вы здесь и гости, и вы сразу же наши коллеги, поэтому различать гости, коллеги, это мы все здесь коллеги сегодня, потому что это расширенное собрание, и каждый выступает, каждый несет свое мнение, каждый высказывается
именно искренне, своего внутреннего содержания. И земля здесь общая. Молодцом, правильно. Соратники мы. Соратники. И основной закон Союза коренных общий на всю Россию матушку. Еще два слова тогда по поводу коренных. Видите, там идет трактат такой со стороны евреев Сиона и со стороны, в общем, жидомасонов. То, что нас приравняли, коренных жителей Руси, с малыми народами, чукчи, ненцы, нанайцы там и так далее, и так далее. Они всегда извращали. Ну, это я еще скажу после, тогда, когда выступать буду. Да, пожалуйста, извините. Ладно, хорошо. Все-таки, мне кажется, основной закон Конституция 1977 года, нет? 36-го Друзья, давайте тоже. начнем собрание, и потом уже будем высказываться, иначе мы никогда не закончим. Поэтому все-таки прошу проголосовать за данного председателя Игоря Владимировича Чикина и за двух секретарей. Людмила Солодовникова и Галина Чикина. Встаньте, пожалуйста. Ой, Тыкина. Извините. Да. Солодкова я. Да. Видите, может быть, что все, так сказать, посмотрели на наши... Пусть представится тогда. Что? А себе маленько представьте, да. Людмила Петровна Солодкова. А кто вы, что вы, откуда вы? О себе Проживаю в Перми, много лет проработала учителем, логопед, дефектолог. Займите место свое. Очень Мы приятно. еще голосовать будем за данных кандидатур. Я Галина Леонидовна Тыкина из Чусового, но уже года 2 в Перми проживаю. Работала в силовых структурах, сейчас на пенсии. Коротенько. А конкретно здесь? В колонии половинка. Бусин. Бусин. Прошу голосовать за данных кандидатур. Кто за? Оптом. Кто против? У нас оптом. Кто воздержался? Единогласно. Против и воздержавшихся нет. Прошу занять места. Также в президиум мы, наверное, пригласим наших гостей. Александра Вячеславовича Рудакова, начальника МВД Удмуртской ССР. Министра. Министра МВД, простите. Председателя общины Торопова. Гостей просим занять места и начало собрания. А у меня предложение еще. Может быть, у нас представители из Кишерти тоже в президиум? У нас представителей много, Максим. Если всех в президиум, он у нас просто не разместится. Ага. Так с места Мы тут все почетные гости, поэтому только президиум немножко выделили. Хорошо. Благодарю А вас. вот у нас есть избранный легитимно представитель исполкома, исполнительного комитета Советского народа, Сергей Федорцов. Может быть, его? Да, это по городу Перми, потому что был организован по городу Перми, у нас есть протокола все соответствующие. Вот. Да, Если мы- кто-то не знает, мы не об этом, против. что создан город Пермь, то есть исполнительный комитет. Я об этом знаю. Максим, мы не против. Мы не против. Стул тогда сюда и... Давайте поддерживаем. Володя. Что, начнем? Здравия всем собравшимся, сторонникам, соратникам из других городов, кто первый раз пришел, всем здравия. Значит, предлагается на сегодняшнее собрание следующее расписание. Отчет о деятельности общины председателя Торопова. Вопрос. Потом возможное сотрудничество исполкома с исполкомом Пермской области. Ольга Петровна Генералова здесь у нас. Далее выборы народных депутатов от 2-3 районов горосполком. Затем слово гостям.
представителям Кишерской общины, ижевчанам, все, кто желает высказаться. Далее перерыв с 13:30 до 2. И предлагается поддержать боевой пляс. Это такая работа на тонком плане. Проводит ее Игорь Получик сегодня в Питере. Вот предлагается его поддержать во время перерыва. Перерыв с 1:30 до 2 часов. Далее, после перерыва, вопросы о кооперации, виды деятельности. Затем заявление рассмотрений с подписанием. Заявление по вышкам 5G. Подготовили мы против этих вышек. Ну и последнее, это разные, у кого есть какие-то желания, вопросы высказаться. Раздача заявления о вступлении в общину. В общем, вот такая повестка. И в конце решение нашего собрания. Разрешите? Вопросы есть? У меня вопрос. Можно? Да. Я подготовил некоторую речь, прошу включить меня в повестку. Обязательно. Благодарю. Какое до перерыва, после перерыва? Я думаю, что лучше до перерыва, но если будет время, то после перерыва. Время. А? Еще один вопрос. Да. Времени? Я попробую уложиться 5 минут. Я постараюсь. У меня, конечно, на 7 листах, но я буду делать выдержки. Еще один вопрос у меня к ведущему. А регламент, сколько должен быть, минут или секунд, или может часов? Типа это Ну, самое... я думаю, до 5 минут. Так и скажите, 5 минут. Выступающие сколько должны быть? 2-3 минуты. Так и скажите, чтобы у нас мы не растянули до утра следующего дня. До 5 минут. Вот так и скажите всем тогда. А то... Все, поддерживаю. Так нельзя же делать. Хорошо, тогда такое предложение. Отчет председателя, и затем вот Максим попросил короткую речь. Вот, и далее по повестке. А голосовать? Голосовать. Предлагаю проголосовать. За что? За повестку. Регламент. 10 минут, 5 минут, за это будем голосовать. 5 минут я озвучу. Я думаю, достаточно. Против или сдержавшихся? Против? Кто-то против? Так, воздержавшихся тоже нет. Да? Есть просьба, Пожалуйста. пока идет вот это вот голосование, и вообще вот заседание у нас, я прошу всех отключить вообще телефоны, чтобы не отвлекать вообще вот собрание. На беззвук хотя бы поставьте. Хотя бы без звук, да. Извините, пожалуйста. Да? Это нормально. Я думаю, люди сами должны понимать. Мало ли, я... Предупрежден, значит вооружен. Хорошо? Все. Александр Торопов. Еще раз добрый день всем. Благодарю за то, что сегодня у нас такая наполняемость в народе. Я кратко изложу то, чем мы занимались. Община коренных народов Великой Руси Пермского региона, она создалась, воссоздалась. 7 апреля проводилось собрание на тему... 7 апреля 2019 года. На ней присутствовало 25 человек, в том числе и 3 гостей из Ижевска. Единогласно был выбран председателем общины Торопов Александр, совет общины в количестве 7 человек, Константин Астафьев, Татьяна Горшкова, Евгений Ильин, Задеренко, Евгений Путин, Юра Огурцов и Олег Федотов. Но я маленько издалека начну. Начали мы вообще этой деятельностью заниматься в конце 2012 года, в начале 2013. Там в начале Бозина приезжала, Конституцию раскладывала. Потом Лариса Оболенцева, профсоюзом занимались. Татьяна была председателем профсоюза, свободных профсоюзов. Ее возглавлял Тюрин Александр. И с того времени потихоньку мы перешли к Рыжову с Тараскиным. Занимались там, выезжали
на суды, вот что нас знакомили, нас учили. После Тараскина уже мы вышли на Александра Булдакова, на Ижевск. И с того времени мы сейчас вместе. За этот период мы в основном занимались судами, и вот сегодня, по сегодняшнему дню, тоже судов очень много. В день бывает по 2-3 суда, и люди у нас, благо вот сейчас в последнее время, только-только после второго Всероссийского съезда, 20-22 сентября прошлой осени, у нас коллектив только-только начинает формироваться. Почему? Это просто заметно было во взаимоотношениях между коллегами, то, что здоровая атмосфера начинается. И когда у кого-то суд, то получается так, то, что 3-5 человек договариваются между собой и идут в суд. И тогда, когда, если нет людей, то есть тех свободных людей, чтобы присутствовали в судах, то тогда уже выходят на собрание и говорят, кто может помочь. И в этом отношении тоже помощь появляется. В основном, конечно, те люди, которые приходят к нам, они получают иногда пользу от того, что они пришли, но не остаются здесь с нами в коллективе и не помогают. Вот здесь немножко мы отстаем в том плане, видимо, разъяснительная работа несколько упускается. Ну и вот последнее только время могу сказать то, что мы выходим, это может и к сожалению, выходим на силовые структуры и выходим на администрацию. Не очень давно мы были у Дмитрия Ивановича Самойлова, это горосполком. Мы глава города, это не исполком. Исполкомов пока мы создаем исполком. Это мэрия. Ну да, Это РФ. РФ, ну все равно, чтобы мне понятно, да, ладно, хорошо, замечание принимается. Можешь микрофон включить. Это и так слышно. Поэтому Дмитрий Иванович неделю промариновал нас маленько, но через неделю мы пришли, отдали то, что мы хотели, документы, те, которые были заложены. Но меня, то есть нас приняла Светлана, это один из замов. Мы поговорили с ней по поводу того, что происходит сегодня вообще в Российской Федерации, в Москве, в России и в мире. Ей заметили то, что 250 миллиардов ежемесячно уходит в адрес Виксельберга. И нам, конечно, у нас сейчас бюджета нет, и мы вот в плачевном экономическом состоянии. Ну, исходим из своих карманов. Потом мы сразу заговорили о том, чтобы нам помещение выделили. Просто это очень необходимо. Бюджет, помещение. Разговор был по 5G с ней. Она просто просмотрела все это, прослушала и никакой реакции не отреагировала никак. Почему? Потому что, видимо, директива сверху приходит в том плане, то, чтобы выслушивать можно, но реагировать никак нельзя. Почему? Потому что разговаривать с полицейскими на сходах против Хабада, против там определенных ситуаций социального характера. Полицейские, они также выслушивают, когда спрашиваешь, а вы мнение какое-то можете выложить? Нет, говорит, мнение я не могу выложить. Не очень давно были в Росгвардии. Пришли туда, там начальник, он занят был, замначальника нас встретил. И тоже у нас разговор в 10-15 минут уложился так, то что выслушали нас. Реакции никакой не было, просто не было реакции. Поэтому, видите, просто получается так, то что... Вручили ультиматум? А? Ультиматум вручили же? Мы все вручили документы. Скажи всем. Были недавно не в Росгвардии, а, извиняюсь, у нас в Нагаве было военное училище. Оно сегодня имеет статус института гвардии, национальной гвардии. Там Купавский, генерал-майор, встречал нас. Мы просто, созвонились заблаговременно. И тоже разговор в 10-15 минут, и увенчался он ничем. Когда он услышал то, что нам надо от него, какая помощь, он сказал, ребята, я, говорит, в этом плане не могу. В каких-то других отношениях, то, пожалуйста.
в этом отношении. И у него такой взгляд пошел против кверху, и мы так, мнение его он тоже своего не высказал. То есть создается ситуация такая, то что и администрация, и силовые структуры пока ждут того времени, когда народ сам возьмет бразды правления в свои руки, заявит о себе, тем более, насколько я знаю, маленько проинформирована, Москва, она сегодня, видимо, в ближайшее время заявит свое слово от народа уже. Поэтому в целом у меня все. Если есть вопросы по этим направлениям, то пожалуйста. Вопрос. Я бы хотел... Да, пожалуйста. Как будете реагировать, когда будут перекрашиваться РФ? Естественным образом. То есть будем смотреть, потому что она сейчас будет перекрашиваться, как и силовые структуры, как и администрация. Надо рассматривать каждую личность отдельно, тем более то, что у нас тут силовая структура выстраивается. Если помощь нужна будет, значит мы будем обращаться к своим же коллегам, которые здесь присутствуют. И еще... Собираем на них материал, Андрей. У них... Я бы еще хотел кое-что напомнить. Вот сейчас у нас разговор идет по численному составу, сколько в городе численный состав народа, сколько в области. Вот здесь справка, 2010 год, за русское дело, за номером 8, газета «Знание, власть», 41. Ссылка на Центральный аналитический центр. Численность населения 89 миллионов 654 тысячи 525 человек. Это 10-й год. 14-й год. Газета «Радио Маяк». 14 января 1917. Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета по демографии, миграции и регионального развития. Заявление: у нас 70 миллионов человек. Это был 14 год. С 14 по настоящее 6 лет прошло. А там 10 и 14, 2 миллиона неполного состава нашей численности ушло в никуда. Это по Российской Федерации в целом. У меня все, если есть еще что-то. А по Союзу данные есть? По Союзу, к сожалению, так это есть по Союзу. Ну, тогда не РФ, РФ это Но одно видите, море. мы все равно сейчас пока, временное явление, ссылку делаем на него. А этот человек, ему нечего обманывать. Там Росстат Симчера, сколько лет назад, тоже заявлял, мне, говорит, надоело лгать, поэтому я ухожу из Росстата. Это численный состав 70 миллионов, вся у нас. 70 миллионов это критическое уже количество. Это сейчас не 70 миллионов. Это был 14 год, 70 Тогда мы миллионов. немножко опоздаем. У нас на тот период даже было очень много миллионов и наркоманов, и алкоголиков, и те, которые сами себя распустили до нулевой. Там было, я не знаю, я просто так, конечно, я не буду эту цифру вызывать. Еще вопрос. С нодом что делать будете? А что с нодом? Это та категория людей. Из них, конечно, какой-то процент, они все равно наши российские люди. Каждого человека все равно рассматривать надо, как он провел эти неполные 30 лет в той системе, в которой находился. Хоть силовые, хоть администрация. Полностью по России. Здесь, конечно, еще один вопрос. Давай. А Грудинина собираетесь поддержать или нет? Если нам есть кого поддерживать, зачем Грудинина поддерживать? Нет, я вообще спрашиваю, интересуюсь. Я не думаю, что его надо будет поддерживать, потому что у нас формирование идет, и этих людей мы будем дальше двигать для того, чтобы они изменяли. А то, что изменить в городе и в области, мы где-то 4 года назад писали Путину. У нас эти материалы тоже есть, они сохранились. Татьяна. Я считаю, Путину вообще бесполезно писать. Ну ладно, у меня все, благодарю. Все. Максиму Бондареву слово предоставляется. Так неожиданно. Я думал, я где-нибудь в конце. Да нет, сразу Я, после этого. хорошо, я перебрал свои бумаги. Ага. Всем здравствуйте, народ.
Слышно, да? Я, скажем так, в политике не соображаю, я не профессиональный политик, я в прошлом спортсмен, сейчас, для тех, кто не знает, являюсь действующим тренером в спортивном клубе «Медведь», он находится на Гаве. Я являюсь ветераном боевых действий, являюсь бывшим сотрудником специальных подразделений, ну и так далее, Российской Федерации. На заседании в октябре месяце я официально отрекся от присяги на верность Российской Федерации и присягнул на верность народу. Сегодня я принес проект еще одного проекта присяги. Я прошу по столам раздайте просто, для того, чтобы люди могли прочитать, вынести свои решения какие-то, записки там и задать по этому поводу вопрос. Сейчас я его оглашу. Советская присяга. Можно назвать ее советская военная присяга. Я, Максим Анатольевич Бондарев, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, временно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своей советской родине, своему роду и советскому народу. Я всегда готов по воле народа выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни, для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского народа, закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Ставлю личную подпись. Прошу приобщить к протоколу. Также мною проект подписки о неразглашении информации, составляющей служебную государственную тайну. Итак, Максим Анатольевич Бондарев, даю настоящую подписку о неразглашении информации служебного характера, составляющую служебную государственную, то есть народную и военную тайну, являющуюся информацией закрытого характера или сведения, находящиеся под грифом ДПС, то есть для служебного пользования, секретно, строго секретно и совершенно секретно. В ходе прохождения моей службы работы в учреждениях я получил доступ к перечисленным сведениям, а также иным нормативно-правовым документам, устанавливающих порядок документооборота и бланков строгой отчетности государственного учреждения. Обязуюсь хранить тайну в случае, если со мной будет установлен контакт лиц, проявивших интерес к полученным мною перечисленным сведениям. Я незамедлительно сообщу об этом в первый отдел учреждения, либо в органы государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. Об уголовной ответственности предупрежден. Сегодняшняя дата, подпись, расшифровка подписи. Прошу приобщить к протоколу. Это бланки подписки. Прошу раздать всем. Может быть, у кого-то будут замечания по этому поводу. Сейчас я оглашу подготовленный мною текст. Он на нескольких листах, я буду его сокращать максимально, чтобы не занимать ваше время драгоценное. И, значит, прошу также раздать по столам, и один можете у себя оставить. Это выдержки я сделал, а основной текст я оставлю у себя, он без подписи у меня есть, это все проекты. В нынешний я буду зачитывать, уважаемый народ, некоторые моменты я буду оглашать, как я это понимаю, но основную часть текста я буду зачитывать, поэтому прошу за это меня простить. В нынешней тревожно-трагической общественной ситуации русские люди ищут способы физического самосохранения. А что это за документ озвучил? Название. Документа моего? Да. Какого документа? Вот сейчас произошла речь. Это моя речь, я озвучу, это моя речь. Это можно документ. Я под протокол, я потом передам его для приобщения к протоколу, мою речь. Ничего в этом такого нету.
ищут способы физического самосохранения и возрождения своей духовно-культурной самобытности. Нам нужны новые цели, идеалы, герои, обычаи и праздники, новая модель справедливого жизненного устройства общества. Никоим образом не похожее на сегодняшнее положение иерархическое пирамидальное устройство общества, в котором высшие слои общества не признают человеческого достоинства нижних слоев общества. Толпоэлитаризм, навязанный нам извне. Мы отчетливо видим, что хваленая демократия зарубежного, иностранного, то есть западного образца, это вовсе не народное правление, а технология обмана всего народа через различные оферты и договора. Все выборы во властную структуру – это хорошо срежиссированные спектакли, театр, блистательную показуху, аморальную и антинравственную по своей сути. Нынешние так называемые демократические выборы, в кавычках, это всего лишь купля-продажа, пустые послы, корыстная и бессовестная игра в заботу о народе и о будущем нашего рода. Не буду перечислять все несчастья и проблемы несправедливости, навалившиеся на головы нашего народа. Все мы их и так прекрасно хорошо знаем, иначе нас здесь бы сегодня не было. Стало отчетливо видно, что различные коммерческие структуры, полиция, прокуратура, следственные органы, суды и администрации различного уровня и коммерческие организации, которые якобы призваны защищать права и свободы человека, защищают только лишь права и свободы избранных. Тех, кто имеет капитал, но никак не защищает права и свободы населения. Они защищают только свои мешки, на которых сидят. Население, жителей и граждан. Мною лично были проведены расследования, в которых были изобличены недобросовестные высокопоставленные лица, такие как начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал Кошлев, который был снят указом президента в, по-моему, 2017 году. Также руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю генерал Забарова Марина Николаевна. Также этим же указом была отстранена от занимаемой должности указом президента Российской Федерации Путина. Физическое лицо, называющее себя мировым судьей судебного участка города Перми, Шилкова Наталья Владимировна, которая совершила подлог и совершила должностные преступления. Она просто была снята с занимаемой должности, но никак не привлечена к уголовной ответственности. В настоящее время мною инициируется дальнейшая проверка через Генеральную прокуратуру привлечения данного должностного лица, якобы мирового судьи, к уголовной ответственности. А также недавно была отстранена с занимаемой должности так называемый мировой судья Орджоникидзевского районного суда города Перми Вольхина. А также мной были инициированы проверки, которые были совершены, значит, председателями районных судов и, значит, некими физическими лицами, которые служат в Пермском краевом суде. Такие как начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе старшего советника юстиции прокуратуры Пермского края Ю.Б. Головина, председателя Пермского районного суда имени И.М. Веснина, заместителя председателя Пермского краевого суда Гилевой, председателя судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда О.В. Бузмакова и других недобросовестных лиц, которые замешаны в фабрикации дел, подтасовке и фальсификации и служебном подлоге. Однако ни одного из вышеперечисленных должностных лиц не заведено ни одного уголовного дела, ни одного административного дела и даже не привлечены к дисциплинарным какой-то дисциплинарной ответственности. Все это говорит о том, что нету в Российской Федерации коррупции. Я пришел к выводу, что Российская Федерация и есть сплошная коррупция, где все органы, организации созданы для того, чтобы защищать свои собственные интересы, а именно капитал, но никак не защищает интересы и чаяния живых людей, живого народа, каждого из нас. Нам стало известно, что уже много веков мы живем не по своим исконным законам, а по истории, которая написана и пишется, история взята римскими и византийскими, рожденными в недрах рабовладения, с его антигуманами и презрением к народу и к народу-тружнику, и к населению, проживающему на территории. Задам вопрос.
Существует ли альтернатива занимаемому римскому праву, широко используемому на протяжении многих веков европейскими и западными государствами? Отвечу, существует. Это народное, славянское, копное и вечевое право, прямое народовластие и народное самоуправление, тысячелетия бытовавшие в славянских землях и сохранившиеся на Руси до 18 века, которое можно интегрировать с советским правом и взять от всех прав самое лучшее. Это будет нашей волей, которую мы будем отстаивать. Итак, что такое копное право? Это совокупность народных юридических норм и обычаев, вобравших в себя в принципе общинности, взаимопомощи, взаимовыручки, родов, народностей, народов, соотечественников, исконного, истотного народа, проживающих на территории Руси, РСФСР, СССР, Римской империи, как хотите, так ее и называйте. Это наше право, как ее называют. Мы к этому сейчас идем. Для восполнения этого пробела нам необходимо изучить древнее русское право. И у нас имеются замечательные ученые, которые этими вопросами занимались, и академики, и различного уровня, которые этими вопросами занимались. Итак, лишнее я уберу. Естественно, мы не можем сегодня, да и не нужно, по всей полноте перенести законы конного и вечевого права на современное общество. Но взять лучшее из глубины веков, из честной и справедливой системы прямого народовластия мы не только не можем, но обязаны это сделать. И это наше право. И это будет нашим волеизъявлением. Это будет проявлением нашей воли. С тем, что нынешнюю паразитическую систему народного оболванивания надо менять. Согласится всякий здравомыслящий человек. Как это сделать технически, это другой вопрос. Сейчас мы знаем одно. Русскому народу необходимо вернуть прямое народовластие. Самоорганизация. В самоорганизации наше спасение. Не насилие власти сверху, а ее самостоятельное формирование снизу. Как листочек, как лепесточек растет снизу. Только так мы можем обеспечить достойную жизнь нашему народу и нашим потомкам. То, что мы оставим им, то и будет. Впереди время славянской цивилизации. Как бы она ни называлась. Это славянская цивилизация. А сегодня русским людям надо выходить из состояния тысячелетнего библейского рабства и холопства перед иноземными и иностранцами, с их алчными законами. На основании вышеизложенного, уважаемый совет, уважаемый народ, выражаю волю и предлагаю утвердить следующее. Это можно сказать, как в виде декларации. Мы, дети рода, первородный, исконный, истотный, коренной советский народ, русы, русичи, славяне, живущие на своей земле с незапамятных времен, испокон веку, живущие в природе на территории Руси, РСФСР, СССР, объявляем всему миру и мировому сообществу, что живым и развиваемся, придерживаясь соответствия с нормами международного права, основываясь на естественном, божественном праве, советском праве, копном праве, являемся хозяевами своей земли, являемся верховной властью. Мы не являемся носителями власти, мы являемся верховной властью. Это очень важный момент. Я его изучал очень долго. Два разных понятия. Быть носителем и быть естественным представителем верховной власти. Мы и есть власть. Все верно. Благодарю. Являемся хозяевами земли. Являемся верховной властью. Суверенити по-английски. Соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая неотчуждаемые права и свободы духа, разума и совести, которыми наделен каждый человек,
здравомыслящий человек, сохраняя вековые традиции рода, единства, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народа, чтя память предков, предавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в доброту и справедливость, возрождая суверенное, неотчуждаемое право каждого человека и утверждая устойчивую и непоколебимую основу единственных конов, то есть законов мироздания, стремясь обеспечить благополучие и процветание народов, проживающих на земле, своих предков, исходя из ответственности за свой народ перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя частью человеческого сообщества, утверждает: русы, русские, народ, живущий в природе, дети рода, никакие не рабы. Право русов, то есть русских, в коне, то есть в высшем естественном праве, отныне и на все времена, навечно. Я заканчиваю, у меня уже заканчивается, благодарю за напоминание. Русы, русские, непосредственно приступают к управлению и владению землей, недрами, пространствами, активами и пассивами, как материальными, так и нематериальными, отныне и на все времена, навечно. Русы отвергают и запрещают отныне навечно на все времена любые предложения и попытки оферт, трастов и иные заведомо бесчеловечные и сокрытные действия против народа, русов, от кого бы то они ни поступали. Дети от моего рода, я за себя говорю, если мы будем от себя писать, то это дети нашего рода будем писать уже. От нашего рода наделены и обладают всеми правами и свободами от рождения и передаются от рода к роду по естественному высшему праву, по наследству. Русы отвергают и запрещают отныне навечно и на все времена отбор личной родовой тайны, то есть биометрических, интеллектуальных и иных данных, которые являются собственностью рода и всего народа в целом. Есть понятие коммерческая тайна, и я их понятие применил к нашему понятию. Это наша личная родовая тайна, которая принадлежит к нашему роду, к моему народу. Русы отвергают и запрещают отныне навечно и на все времена электронное, цифровое и иное обезличивание, как бесчеловечное насилие и как нарушение высшего естественного права, древнеславянского русского права. В соответствии с нормами международного права, основанного на свободном выражении и воле народа, самоопределении, самоидентификации, избрать форму народного советского коллективного права, основанного на древнеславянском русском копном праве, основанном на честном и справедливом народовластии. Я заканчиваю. Прошу принять текст присяги. Следующее. Принять и утвердить казачий устою по копному праву, основанного на дисциплине, как самый мощный монолит, защищающий русско-славянскую цивилизацию и обеспечивает всеобщее благо рода и народа в целом. Казаки – это дисциплинированный народ, и они будут обеспечивать безопасность всего народа. Следующее. Предлагаю созвать большой казачий круг, на котором избрать атамана Пермской области в целях возрождения справедливого народовластия. Это одна из форм возрождения справедливого народовластия. Следующее. Возобновить работу Советов народных депутатов Пермской области РСФСР СССР. Следующее. Возобновить работу Исполнительного комитета Совета народных депутатов Пермской области РСФСР СССР. Возобновить работу Народной милиции РСФСР СССР. Утвердить исполняющих обязанности руководителей органов законодательной, исполнительной и судебной власти, уведомить исполняющих обязанностей руководителей органов так называемой исполнительной, судебной и законодательной власти Российской Федерации, а также все мировое сообщество, что советский народ РСФСР СССР приступает к осуществлению непосредственной власти именно сегодня, именно сейчас и с подписанием всех вот этих вот документов. Итак, учитывая следующие факты, я вынужден их перечислить, потому что не все, может быть, их знают, но это на 2 страницы. Тогда я не буду их перечислять, можете ознакомиться с протоколом. Я их приобщу к протоколу. То есть, на основании вышеизложенного выражаю свою волю. Все законы и нормативно-правовые акты и договора, вынесенные и заключенные Российской Федерацией после 21 сентября 1993 года без добровольного согласия граждан Советского Союза, граждан СССР и РСФСР,
и по настоящее время объявляю вне закона, так как они являются ничтожными, неправомерными и не имеют юридической силы, де юра. Я их отвергаю, не принимаю, не акцептирую. То есть, не признаю, то есть признавать отказываюсь, акцептировать отказываюсь, принимать отказываюсь. Следующее. Распоряжение правительства Российской Федерации от 18 января 2020 года номер 26-Р о подписании договора между Российской Федерацией и государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления удочерения детей отвергаю, я не принимаю, не акцептирую. То есть, отвергаю, акцептировать отказываюсь, принимать отказываюсь, признавать отказываюсь. Проект номер 8852-11-4-7 Закона Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации, то есть решение, предложение президента Российской Федерации В. Путина от 20 января 2020 года отвергаю, не принимаю, не акцептирую. То есть не признаю, отвергаю, отказываюсь акцептировать, отказываюсь принимать. Также, следующее, прошу принять текст присяги. И хотел бы сказать некоторое четверостишье для того, чтобы в заключение своей речи. Борьба. Это не только рук сплетения, не только мускулов игра. Борьба всегда преодоление себя. Каким ты был вчера, таким ты будешь завтра. Победам в жизни нет конца, как без упорства и азарта, и настоящего борца. Также в заключение хочу сказать народу, и жизни нет достойней той, что ты прожить готов. Во славу рода своего, во славу Родины, во славу своего народа. А для тех, кто примет военную присягу и будет честно и добросовестно исполнять, значит, волю народа, не законы командиров и начальников, и не законы нашего правительства, которое неоднократно нас предавали, а именно волю народа. Хочу сказать следующее. И смерти нет достойнее той, что ты принять готов. За кости пращуров своих, за свой народ, во славу Родины, во славу рода, во славу своего народа. Благодарю. Очень пламенно. Благодарю, Максим. Это было очень сильно. После такой речи, я думаю, можно смело дать слово гостям, которые, наверное, тоже хотят высказаться. Да, хотелось бы. Хотелось бы к этому еще добавить, чтобы был почище наш именно русский язык. То есть вот этих иностранных словечек, это раз. Во-вторых, все, что здесь было сказано, я прошу за это проголосовать всем народом, сделать большую петицию и заявить это все уже в эти органы власти, все, которые есть. Ну, псевдовласти, я извиняюсь. Просто так будет проще, потому что каждый будет этот листочек приносить, поодиночке или двое-трое их будут забирать. Это не серьезно. Да. А тут один листок на всех. Это, конечно, надо массово сделать. Да. Благодарю. Совершенно верно. Меня зовут Андрей Анатольевич Шестерников. Родом я из Перми. Родители мои удмурты. Меня также записали в паспорте Советского Союза как удмурт. Ну, я немножко противился, пока не понимал этого. Сейчас я понимаю. И я аусвайс свой, ну, в общем, не буду пока это на камеру говорить. Не принимаю ни их, ни СНИЛС, ни ННН. Я уже их сдал. По 3 раза отказывался, они не хотят меня из базы удалять. Я официально сейчас говорю на камеру, я отказываюсь от всего, от всех акцептов, от всех вот этих оферт, которые были мне выданы. Также я не плачу ЖКХ, я сужусь, пытаюсь с ними судиться. Я, конечно, не юрист, но также пытаюсь судиться с ними. Помогают мне некоторые люди, спасибо большое. Также я не плачу за электричество, за воду, за газ, потому что все это принадлежит народу. Тому народу, который сейчас живет на этой территории, исконно, истотному. Но также я гражданин Советского Союза. Меня, конечно, также тот же Советский Союз подписал под
физическое лицо, нам просто это не сказали, некоторые нам дали, благо, так сказать, побольше, чем сейчас нам дают. И также меня эта Российская Федерация признала мертвым человеком, так как у меня в паспорте Российской Федерации была черная печать. Вот, то есть я мертвый человек, а так как мертвый человек, я не понимаю, почему с меня какие-то налоги требуют, какие-то оплаты с меня требуют. Вот такие вот дела. Я также являюсь депутатом исполкома городского, Пермского. Областного. Ну, пока что городского. Пермского исполкома, да. Ну, если надо будет более грамотный человек, я уступлю место, я не претендую на какие-то там, но я честно служу своему народу и буду ему служить. Также я люблю Бога, боюсь Его и верю в символы веры. Не важно, у кого свой Бог, у кого у меня свой Бог. Ну, все понятно. В душе. Да? Браво. Если гости готовы, пожалуйста. Всегда готовы. Александр Булдаков. Всем здравия. Зовут меня Александр, по отцу Вячеславович из рода Булдаковых. По происхождению также удмурт. Очень приятно здесь видеть удмурта. Вот. Удмурты везде. Вот. Чем мне дорога Пермская область, Пермская земля. Я вырос в Пермской области, в Чусовском районе. Здесь делал первые шаги, учился жить. Отсюда уходил в армию, сюда возвращался на Пермь вторую. Здесь проходил обучение в ПТУ номер 106. Проходил практику в Гаеве, Яблочково, Чусовом. В общем, это наша, моя, такая же, как и ваша, как и всех здесь присутствующих, родная земля. Поэтому далеко не безразлично все, что здесь происходит. Значит, всем нам понятно, что нужно что-то делать, потому что дальше это не может продолжаться, дальше тупик. Это все уже сейчас признают и со стороны Российской Федерации, здравомыслящие люди, мы с ними общаемся, в том числе с представителями силовых структур. Они прямо говорят, они это открыто не заявляют, но в такой беседе лично они говорят, да, мы понимаем, что нас завели в тупик. Что же нам делать в этом тупике? Поскольку здесь все, я так понимаю, граждане Советского Союза уже самоидентифицировались, осознали это, значит, что нам нужно сделать? А нам нужно вспомнить свое советское государственное право. Здесь Максим говорил об естественном праве, о окопном праве, все правильно. Но нам сегодня нужно в первую очередь восстановить советское государственное право, потому что оно в том числе основывалось и на окопное право. А как это сделать? Как это сделать? Все это начинается с восстановления нашей советской народной власти. Как так написано в Конституции, в статье 2. Вся власть принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть через Советы народных депутатов, государственную власть. Значит, что нужно делать? Нам сегодня необходимо на местах восстанавливать Советы народных депутатов всех уровней. Здесь вот я слышал, что я депутат, я там чего-то не знаю, чего-то не умею. Да здесь большинство тех, кто из простых людей сюда пришли. Никакого юридического образования, в том числе и я. Нужно просто читать законы. Нужно читать советское государственное право, читать Конституцию, читать законы о выборах. Наши предки нам все оставили. Им было намного сложнее тогда, в 17-м, 18-м, в 905-м, когда здесь расстреливали в Мотовилихе рабочих. Потому что у них не было того, что у нас сегодня есть. У нас есть советское государственное право. Мы его берем за основу и изменяем то, что считаем сегодня нужное для нас, потому что мы есть власть. Создавая Советы народных депутатов, мы создаем исполнительные комитеты. Это исполнительная власть. Мы в исполнительных комитетах создаем отделы, наполняем эти отделы руководителями, создаем дальнейшие свои структуры. В первую очередь МВД, нам нужно защищаться, милиция, нам нужны грамотные офицеры. Я сегодня вижу Максима, грамотный, толковый офицер. Я вижу вот нашего министра МВД, он здесь в президиуме сидит, который сам к нам пришел. Человек
имея специальное образование, военное, служил на границе. 2 года сотрудником был уголовного розыска полиции Российской Федерации. Так же, как Максим осознал все, сдал все и пришел к нам. То есть сегодня есть у нас еще настоящие офицеры, понимаете, есть. Многие сегодня еще выжидают что-то, но я сейчас хочу использовать этот случай, обратиться к ним. Хватит выжидать, пора присоединяться к народу и начинать действовать. Значит, сегодня понятно, кроме милиции, нам нужна еще дружина. Мы сегодня в Удмуртии активно над этим работаем, то есть ничего опять же изобретать не надо. Милиция восстанавливается согласно положению, а милиция 1973 года. Ни в коем случае не закона от 1991 года, который уже РФ переделала и написала. ДНД формируется также на основании положения о ДНД закона РСФСР, поскольку Пермская область входит в РСФСР, в Республику РСФСР, вы это знаете. У вас на Доме Советов до сих пор на герб висит РСФСР. Я на этот герб где-то с 14 лет смотрю, когда первый раз цирк туда привезли. С 14 или с 12, не помню уже, со школы в цирк Мотовилиху привозили. Так вот он до сих пор там висит, это наш знак, понимаете, наш символ. РСФСР. Наша задача сегодня, в первую очередь, все силы собрать и восстановить РСФСР. Союзные республики тоже сейчас не спят, они тоже там работу проводят. Но первоочередная задача, поскольку мы находимся на территории РСФСР, здесь восстановить надо нашу власть. Именно здесь, в РСФСР. Сегодня очень много, как вы видите, создается Верховных Советов. Я не знаю, сколько их уже на самом деле, я сам состою в 2 чатах. Так вот, что эти Верховные Советы делают? Там кроме склок, там ничего нет. Кроме того, что какие Верховные Советы? Я опять же рекомендую ознакомиться с советским государственным правом. Я рекомендую вам просто смотреть в конце концов советские фильмы 30-х годов. Как восстанавливалась советская власть. А советская власть восстанавливалась с того, что начали проводиться съезды депутатов трудящихся. С мандатами депутаты ехали, собирались и потихоньку, шаг за шагом формировали вот эту самую власть. Они сверху, как нам сейчас опять предлагают, Москва и все, кто там рядом с ней находится, создают президиумы такие. Сегодня мы, представители Урала, Сибирь, я думаю, нас тоже поддержит. Должны проснуться, объединиться и дать всему миру понять, что мы просыпаемся. Урал и Сибирь это сила, понимаете? Но нельзя забывать про Кавказ, там тоже наши братья на Кавказе находятся. Нам про них ни в коем случае нельзя забывать. Сегодня находятся мудрецы, которые говорят, что Кавказ должен отделиться от России. Ни в коем случае. Только все вместе мы сила. Там такие же граждане Советского Союза. Мне как-то года 2 назад уже ВКонтакте написал, нашел меня односослуживец, дагестанец по происхождению. Говорит, ты понимаешь, что происходит? У меня все есть, у меня все урожай хороший в Дагестане. Нам не дают вывозить к вам в Россию, запрещают. Вы понимаете, что происходит? А почему мы, простой советский народ, не можем это все восстановить? Они, советский народ, почему не смогут привозить на наши рынки свои продукты, а мы не можем поставлять им свое? Да легко сможем. Поэтому наша сегодня задача просто взять и встать. Вот и все. У нас для этого все есть. Не надо бояться. Вот вся вот эта вот штуковина, все эти СМИ, они рассчитаны только на то, чтобы мы боялись, понимаете? Как только мы перестанем бояться, это все исчезнет, как песочный домик. И сегодня суть не в том, что нужно выходить, значит, на демонстрации, на митинги. Давайте постараемся без этого. Надо начать с того, что нужно восстанавливать, еще раз говорю, свою власть на местах. И эта власть в стадии диалога, переговора должна вступать в контакт с теми, кто сегодня находится, так называемой, в Российской Федерации, в иностранной управляющей компании. И переубеждать их, чтобы они наконец-то прекратили этот геноцид против собственного народа. Они в конце концов такой же коренной народ, как и мы все здесь присутствующие. Они не понимают этого, потому что многих просто зомбировали, понимаете, просто зомбировали. Многих уже даже гражданство нашего нет. Гражданство это другой вопрос. Поэтому сегодня нужен диалог. Мы ни в коем случае с вами не должны допустить каких-то революционных действий, я имею в виду до горячих боевых действий доводить этого не надо, понимаете? У нас на земле очень много пролилось
крови, очень много. И мы как народ, как нация должны уже наконец осознать это, что мы должны найти другой выход есть. Есть этот выход, и мы знаем, как из него выходить. Поэтому мы сегодня передаем привет вам всем, от всех наших депутатов, от всей Удмуртии, пермякам, что мы полностью с вами, мы поддерживаем вас. Вас поддерживает Татарская ССР, вас поддерживает Свердловская область в лице городского совета депутатов города Екатеринбурга. Поэтому Урал тихонько просыпается, и мы объединяемся. И наша сегодня задача провести съезд первоначально на Урале, может быть даже в Сибири, сибиряков подтянуть, съезд советов депутатов трудящихся, так как делали наши предки. И на этом съезде уже принимать решения по восстановлению органов, в том числе Верховного Совета РСФСР. В Верховный Совет РСФСР должны достойные люди входить. Те люди, которых народ в регионах наделит полномочиями, а не те, которые собрались в интернете через скайп, наделили себя полномочиями или на съезде в Москве. Теперь очень важный вопрос по экономической составляющей. Глупо надеяться, что нам кто-то что-то даст, какие-то деньги с-за границы привезут. Или надеяться на то, что говорит Валентина Ивановна Рионова, на деньги из ракетных шахт. У нас недавно пенсионерам выдали опять эти советские рубли. Все зашорканы, они даже в очередь стоят. Дальше-то что с этими рублями делать? А дальше ничего. Тупик, понимаете? То есть опять очередной увод в сторону. Поэтому сегодня мы с вами все должны понять, нам нужна своя экономическая составляющая. Свой НЭП, который в свое время применил Владимир Ильич Ленин. Все это есть, я еще раз говорю, нужно просто посмотреть, оглянуться назад, все шаблоны готовы. Как это делать? Это мы предлагаем, можно сделать через кооперацию. Закон о кооперации, который был подписан Громыко в 1988 году, не Горбачевым, а Громыко, как председатель президиума Верховного Совета СССР, он не отменен, он действует. Согласно этого закона, мы, граждане Советского Союза, и можем сейчас восстанавливать свою страну. То есть, что там прописано? А там прописано следующее, что граждане Советского Союза имеют полное право создавать потребительские общества, кооперацию, уставы должны регистрироваться в исполнительных комитетах, при Совете народных депутатов, в финотделе. Мы в Удмуртии это уже делаем. В Татарской ССР в Челнах тоже уже создаются кооперативы. И мы таким образом будем объединяться в союз кооперации, понимаете? Значит, в этом союзе кооперации мы также продумаем свою расчетную единицу, потому что от бибариков нам нужно выходить. Они сегодня есть, завтра их нет. И они тем более привязаны к доллару. Все вы отлично это знаете. Так вот, благодаря тому, что мы введем свою расчетную единицу, мы полностью уйдем от этого всего. Да, это будет непросто сделать, да, нам будут мешать. Для этого нам, еще раз говорю, нужны свои структуры, милиция и ДНД в первую очередь. Мы сегодня вооруженные силы не можем сформировать, хотя у нас их нет сегодня. И сам, кто смотрел в прошлом году собрание, значит, Союза офицеров, так называемых, по вопросу ЧВК в Москве, где Леонид Ивашов, генерал армии, президент Академии, открыто сказал: государства у нас нет, армии нет, ничего нет, мы все сдали. Поэтому придется все начинать сначала. Мы сегодня не можем потянуть на формирование вооруженных сил, у нас на это средств нет, понимаете? Нет тех военкоматов, нет сборных пунктов. Может быть где-то и есть, может быть там и потянут. Но вот у нас в Удмуртии на сегодня нет этого. А вот ДНД мы можем сформировать, потому что это более простой вариант ДНД, добровольная народная дружина. Она формируется из граждан СССР на добровольной основе, регистрируется в исполнительном комитете. Но мы должны понимать, что полномочия этой добровольной народной дружины должны быть не те, которые были в Советском Союзе, когда они ходили, просто обеспечивали охрану правопорядка. Это практически наполовину должна быть военизированная структура. В этой структуре должны служить люди, которые действительно понимают, что они служат своему роду. Народу своему, а не начальнику. Вот то, что здесь Максим говорил, я его на 250% поддерживаю. Поэтому мы сегодня делаем установку на ДНД. Кто должен ходить в ДНД? Люди, в первую очередь, которые имеют на руках оружие. Оружие зарегистрированное в Российской Федерации, да. Люди, которые имеют какой-то опыт, допустим, медики, обязательно, медсестры, чтобы оказывать первую помощь.
люди, имеющие опыт командования в каких-то подразделениях, частях, понимаете? Вот такие люди нужны. И сегодня мы в Удмуртии, я вот Максиму написал, приняли решение нашу добровольную народную дружину. Я вообще хочу обратиться к вам, чтобы все ДНД наше в обновленной державе так называлось. Назвать Аркона, вот это шеврон дружинника, ратника Арконы. Поясню, что здесь изображено. Почему зеленого цвета? Значит, паспорта коренных народов, все вы знаете, у нас тоже зеленого цвета. Это цвет сердечной чакры. Почему желтый цвет? Цвет солнца, Ра. Объяснять, надеюсь, не надо. Здесь Калаврат. В центре Калаврата буква А. Это значит Аркона. Цвет красный. Цвет символ победы, цвет красного знамени, символ победы. Стрела, целеустремленность. Вот такой шеврон, такой символ Арконы я предлагаю принять всем. Почему Аркона, сейчас объясню. Кто-нибудь знает, что такое вообще Аркона из здесь присутствующих? Конечно. Нет. Держи. Значит, объясню. В интернете, хотя информация есть, Георгий Сидоров об этом очень подробно рассказывает. Посмотрите YouTube. Аркона – это был духовный центр славян на протяжении многих тысячелетий. Когда появилась религия, религия появилась не случайно. Наши предки жили по вере, ведущий Ра. То начались конфликты. Естественно, те силы, которые создали религию, им Аркона мешала, как кость в горле. Духовный центр, который находился на острове, остров сейчас находится на территории Германии. И начались конфликты. Конфликты продолжались много лет. В итоге Аркона пала. То есть силы, как воины Аркона называли их, воины мертвеца. Почему? Потому что христиане на кресте носят, вы знаете, символ распятия мертвеца. Они называли воина мертвеца. Они дрались с воинами мертвеца. Аркона пала. И вот наступил момент, когда этот центр нужно было обесчестить. То есть с Рима должен был приехать определенный человек и сделать это. Но этого не произошло. Он обвалился, ушел под воду. И последние воины Арконы, когда они погибали, они сказали: мы вернемся, и славяне вернутся, и наша сила вернется. Вот этот пласт наш родовой, славянский, мы предлагаем поднять через это название Аркона. Аркона, мы также говорим, это арии, живущие по конам. Мы сегодня, я сказал, что мы опираемся на советское государственное право. Это только площадка, на которую мы сейчас должны встать. Поймите это. Как только мы встанем, закрепимся на этой платформе, мы проведем с вами референдум и определим, пропишем новую конституцию, новые коны, по которым мы будем жить. И вот по этим конам и будем дальше жить. А сегодня мы должны встать именно на советское государственное право. Потому что получится хаос. Нам сегодня что угодно вещают. Римское право, морское там право, континентальное право. Но при этом никто не упоминает о советском государственном праве. А это очень удобно, чтобы мы не знали советского государственного права. Не читали Конституцию, а это советское государственное право. Не читали законов о выборах, это советское государственное право. Не знали, не читали судопроизводство, это тоже советское государственное право. Понимаете, чтобы мы путались постоянно в том, что нам постоянно подкидывают. Я, например, на своем личном примере, благодаря советскому государственному праву, проверил такой момент, очень важный. Открыл Конституцию РСФСР, статью 110 и прочитал. Оказывается, все документы, постановления, указы в РСФСР должен был подписывать и обязан был подписывать председатель президиума Верховного Совета РСФСР и его секретарь. И когда я пошел в архив и посмотрел российскую газету, которую выпускал с 90-го года Верховный Совет РСФСР, я обнаружил, что все документы, акты, постановления Ельциным подписаны как председателем Верховного Совета РСФСР. А председатель Верховного Совета РСФСР это лицо, которое проводит сессии и следит за документооборотом согласно Конституции РСФСР. Понимаете? То есть все документы, которые он наподписывал, они незаконные. И если бы я не читал и не интересовался советским государственным правом, не читал бы Конституцию, каким образом бы я мог это все узнать? Да никаким. Потому что документы сегодня все
попрятали. Они, ну, конечно, в архивах есть в некоторых регионах. У нас в Удмуртии они еще сохранены, это хорошо. Вот. И мы благодаря тому, что в архивах есть, мы это восстанавливаем. Так вот, мы только через советское государственное право сегодня можем шагнуть в свое право, которое мы примем на общем сходе, на съезде. Как это будет называться, народ определит, мы решим. Но это нужно делать сегодня и сейчас. Ждать у нас времени нет. Нас убивают, очень серьезно убивают. Мы благодаря, здесь вот речь шла по базовым станциям, вы хотите делать заявление. Мы практически год, почти что, совместно с институтом, с университетом ИЖГТУ, есть такой у нас Гелий Васильевич Ломаев, ученый известный, там сейчас уже 2 группы студентов работают. Мы как община коренных народов обратились к ним за помощью. И они провели работу совместно с нами. Они нам дали оборудование, приборы, которые дали возможность замерить СВЧ-излучение 2, значит, изготовителей, американской и Российской Федерации. Так вот, когда мы начали замерять, они нас обучили, как это делать. Это на самом деле непростой такой вопрос. Нужно знать, как это делать. Они нас объяснили, проконсультировали, провели занятия. И мы сделали замеры. И я скажу, что я пришел в ужас, лично я. Вот здесь Сергей Мангушев находится. Значит, мы совместно, Александр Васильев, мы совместно делали эти замеры. В 100 раз превышает СВЧ облучение. В 100 раз. Вы понимаете, нас просто убивают. И мы сейчас подготовили документ и написали во все структуры, Государственный совет, руководителю республики, ФСБ, в МВД, в Следственный комитет, везде. И приложили это так. Потому что это уже серьезный документ. Это уже не просто какой-то дядя пошел с прибором, замерил непонятного производства. Там все четко, и там серьезные люди. И у нас в Удмуртии в этом году планируется провести конференцию, ученые собирают, в том числе с Евросоюза приедут по этим базовым станциям, потому что вы знаете, что Европа тоже гудит по этим 5G, по базовым станциям. Поэтому этот вопрос тоже нельзя упускать. Почему? Потому что благодаря этим самым базовым станциям народ у нас в мороке и находится, в таком полусонном состоянии. Потому что воздействие, еще раз говорю, идет очень серьезное. По поводу, сегодня много задают вопросов по поводу общин. Что общины не нужны, что община это секта и все остальное. Так вот, что я вам хочу сказать. Буквально недавно, где-то, может, уже полгода назад, судьба свела, мы познакомились с Виктором Дмитриевичем Плыкиным. Это известный ученый, который в Советском Союзе вообще был засекречен. И вот этот самый ученый, когда я с ним начал разговаривать насчет общин, поскольку я являюсь председателем общины Удмуртского региона, еще и председателем Союза коренных общин регионов, он мне сказал просто, говорит: Александр, ты, говорит, посмотри мой видеоролик в Кирове от 2005 года, где я выступаю. Так вот, оказывается, этот человек еще в 2005 году объяснял, что процесс возобновления, восстановления на территории вот на этой нового общества начнется с общин. Община сегодня, многие думают, что это община, гектар земли, прудик, значит, сосна на берегу и все. Нет. Община это объединение абсолютно новых людей, целеустремленных, это коллективный разум. Коллективный разум, который именно даст тот толчок с духовного на материальный переход осуществиться. Сегодня это уже происходит. И то, что сегодня люди многие не понимают этого, это их проблема. Я думаю, что они поймут скоро, в ближайшее время. Они поймут значимость паспорта Союза коренных народов Великой Руси. Потому что с Алтая к нам переезжал Олег Геннадьевич Паньков, такой есть человек. Вот, он по родовым связям проводит занятия. Он сказал: вы все понимаете, говорит, что вы сделали, говорит, вообще? Я говорю: я понимаю. То есть произошла материализация. На духовном уровне, в книге Анастасии где-то там это описывалось, я сам не помню где. Но это было написано в книге. И она говорила, там писал Мигре, что произойдет процесс. И этот процесс пошел. Понимаете? Мы материализовали тот документ, который необходим сегодня для всех коренных народов. Потому что здесь уже упоминалось, в Российской Федерации есть закон о коренных малочисленных северных народах. Но там нет нас. Там нет русов, там нет русских, там нет татар, нет мордвы, никого нет, понимаете? Как так может быть? А так быть не может.
Поэтому мы в Удмуртии в свое время разработали основной закон о коренных народах. Он был опубликован в газете «Владимирская Русь» в номере 44. И разнесли его во все инстанции, раздали, всех уведомили, что мы, община коренных народов, создали общину на основании того же международного права, Декларации прав коренных народов. И там четко прописано на основании самоидентификации. Нет этого нигде не прописано, сейчас запускают такие слухи, что 7 поколений, там если прожили, значит коренные народы, или там наоборот что-то говорят. Да нет, бред полный, сколько говорю, найди, где это написано, не может найти никто. Специально слухи распускают. И уводят нас от общинного строя, общего разума. Я вам один вопрос задам. Еврейские общины существуют? Конечно. Евреи дураки? Нет. Более чем. А? Они не дураки. Вопрос, у кого они это взяли? У нас. У нас и взяли. И они же нам сейчас говорят, не надо община, община это секта. Понимаете, что происходит? Поэтому роль общин очень важна. Здесь вот Александр говорил, значит, по судам много ходят. Мы тоже в свое время через это проходили, через правовую защитную деятельность. Но понимаете, нам сегодня важно что делать? Нам важно свои структуры восстанавливать, свою судебную систему. Мы недавно, наконец-то, подписали все документы нашему судье городского суда, выбранному в прошлом году. Мы потеряли очень много времени из этого Верховного суда СССР, созданного там Гришиным, председатель суда. Так они нам полномочия не передали, ничего не сделали, не ответили, мы делали несколько запросов. Поэтому мы просто глубже изучили законодательство, судопроизводство и узнали, что никого нам ничего не надо, мы можем сами этого судью выбрать, имеем на это полное право. И народных заседателей. Все. Документы у нас у судей, у народных заседателей готовы. Мы с министром внутренних дел, так как я являюсь еще председателем комиссии военного трибунала, провели совместно предварительное расследование по организации «Энергосбыт Плюс». Я думаю, у вас такая организация тоже здесь есть. Вот. То есть, изучив все документы, запросы туда им бесполезно делать, мы знаем, как они отвечают. Мы просто собрали в интернете все документы и выяснили, кто, куда это все уходит, кто хозяином является. Хозяином является, я думаю, я вас не удивлю, Вексельберг Виктор Феликсович. Вот и все. А как это происходит? Очень просто. Филиалы «Энергосбыт Плюс» ложатся под Т+, Т+ ложится под группа компании Ренова, а учредителем группы компании Ренова является Виктор Феликсович. Вот и все. Вексельберг, гражданин Кипра. Таким образом, с нас просто собирают контрибуцию, понимаете? Поэтому наша задача сегодня восстанавливать судебную систему. Почему? Потому что именно восстанавливая судебную систему, мы показываем всему мировому сообществу, что мы восстанавливаем государственность, державность свою, понимаете? Мы никого не призываем вешать, стрелять. Мы через суд все будем решать. По закону, так как положено. И будет вынесено естественное решение. Мы официально уведомим, значит, руководство повесткой, определим место, всех уведомим, все желающие придут на это мероприятие. Это будет открытый процесс с видеокамерой, с всеми делами. Я вам хочу сказать, может кто-то забыл, первый суд советский уже был в городе Уфе. Его проводила настоящая советская судья Альбина Николаевна Якимова. К сожалению, она умерла. Именно от нее я очень многие вещи узнал, нужные на сегодня, в том числе о советском государственном праве. Я ей тогда задал вопрос, я говорю, Альбина Николаевна, вот в Российской Федерации римское право, там то-то, 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 а у нас в Советском Союзе, она говорит, как какое? Советское государственное право, я сам, честно говоря, забыл. А ведь в 8 классе преподавали. Помните, да, учебники за 8 класс, они в интернете есть. Во всех высших учебных заведениях преподавали. Это советское государственное право. И вот у нас человек здесь присутствует, он разговаривал, значит, с юристом, с адвокатом, буквально недавно, Российской Федерации. Задал вопрос, действует ли советское государственное право. Тот, не задумываясь, ответил, да. Его никто не отменял. Найдите хоть один документ, где бы было написано, что советское государственное право отменено кем-то. Нету. Понимаете? Поэтому, да, я понимаю. Поэтому я еще раз по поводу Арконы прошу задуматься, особенно мужскую часть, ну и женщин тоже, чтобы нам объединиться через это. Это наш пласт. Благодарю за внимание.
Очень обширное и шикарное выступление, но у меня просьба, если можно, давайте по сжатию чуть-чуть. Ну вы же поведете, вы говорите, что регламент. Да. Он же не может это Не, регулировать. ну такие вещи тут сложно перебивать. Понятно, вы говорите, мы начинаем закругляться. Владимир Трапезников, пожалуйста. Секунду. Я вношу предложение, может мы сразу по шеврону проголосуем. Если нет никого, это самое. Решение давайте проголосуем в конце собрания. Хорошо. По Шеврону еще вопрос. Если важный вопрос. Советской властью поднимаем вот это все, значит, ДНД, наверное, скорее всего, какой-то все равно символ СССР должен присутствовать в этом значке. Со временем можно... Это не значок. На форме Нет, я дружинника понимаю, будет советский То есть, значок. получается, мы советскую власть восстанавливаем, но Да. тут непонятный какой-то... Нет, объясняю. Я просто не договорил. На форме дружинника будет советский значок, удостоверение советское. Это шеврон просто. Наш. Там будет Вместо С одной стороны, получается, один шеврон, с другой будет... Не шеврон, значок. У нас был всегда один шеврон, у нас не было два. Это Ради уже два шеврона ввела. Шеврон и знак. Значок советский, дружинника. Да. Да, там может быть герб Ну, я просто уточняю. Советского Союза или герб СССР. Ну, в общем, зовут меня Владимир Геннадьевич Трапезников. Более 10 лет назад я уже осознал себя гражданином СССР. В Пермском крае я поднял первый флаг Советского Союза. 4 года назад мы организовали первую общину. До этого у нас были комитеты Советского Союза, подкомитеты, то есть мы даже не знали, как двигаться, куда двигаться. Но не работает, говорю вам честно, 10 лет опыта. Я начал думать, а я с 5 лет, у меня есть ведические такие вещи, я с 5 лет вижу знаками. И вот где-то 3 года назад я просто видел знак такой, как будто каток идет. Вот у меня здесь с моей общиной люди, которым я говорил об этом. Его катает почему-то черный катер, Советский Союз, каток черный, его над Россией матушкой катят. Потом также я ребятам сказал своим, что я вижу еще второй каток, который будут белые люди тащить, ну то есть катить впереди себя. И никак не мог понять. И начал вот 4 года назад изучать общинное право, я уехал, прожил почти больше 30 лет в городе, уехал в деревню и думал, как вот народ пьет тут вообще, как их объединить, где их найти, и где они есть. И потом увидел людей, когда я так внимательно стал присматриваться, то есть они все там пьющие, они все совсем какие-то ненормальные. То есть я понял, что эта технология так работает на наше сознание, что мы без сознания сами остаемся. И тогда мы, значит, ища соратников по общине, то есть мы связались с Булдаковым Александром, и он говорит, мы, значит, пришли к тому, что у нас уже несколько таких общин, и давайте создавать региональную общину. Но это я к чему говорю? То, что в Пещерском районе сейчас у нас создан, конечно, вот я являюсь председателем Совета народных депутатов, председателем райисполкома, начальник милиции у нас здесь вот сидит, начальник ДНД, вот сегодня нас отвозил это народного контроля. То есть вся структура создана. Но вот сейчас я любого здесь назову из наших общинников. Все общинники уже с паспортами. То есть они пришли в Советский Союз. Сейчас я вам скажу через осознание себя. Знаете кем? Осознанием себя хозяевам земли. Пацан приходит, который говорит, я не знаю, то ли я гражданин, молодой парень. Ему 20 там, с чем-то лет. А я вот я гражданин СССР или нет? Я ему говорю, а ты чувствуешь себя хозяином? Ты вот, твоя мать там корову держит, ты хозяином себя чувствуешь? И только через сознание человек, если осознает себя по естественному праву, он приходит в советское право, по-другому никак не может. Поэтому сейчас я вот принят 24 августа 7526 лета. В 2018 году в городе Владимире первым заседанием второго Всероссийского съезда народных депутатов, делегатов РСФСР, СССР. Вот, значит, здесь у нас Татьяна Горшкова, председатель общины Пермской, региональный председатель коренных народов. То есть они были на этом собрании. И принят, еще раз говорю, 24 августа 2018 года основной закон Союза коренных народов Великой Руси, РСФСР, СССР
о правах коренных народов Великой Руси, РСФСР, СССР, в территориях границы русского мира, русского царства, Тартарии, Российской империи, РСФСР и СССР. Каждый человек общины коренных народов Великой Руси, РСФСР, СССР является живым, живорожденным человеком. Руководствуясь целями и принципами Устава ООН, Конституции СССР 1977 года, Декларации прав человека, Декларации прав коренных народов, принципов добросовестности, выполнения обязательств, взятых на себя региональными общинами в соответствии с Уставом Союзом коренных народов Великой Руси, РСФСР, СССР, Уставом о региональных общин. Настоящий закон является важным шагом на пути к признанию, утверждению, защите прав и волеизъявления коренных народов Великой Руси, РСФСР, СССР в территориальных границах русского мира, русского царства, Тартарии, Российской империи, РСФСР, СССР 24 августа 7526 лета о сотворении мира в Звездном храме, 2018 год. Александр, правильный принят был? Да. Татьяна, ты была? Этот был ком? Да. То есть мы просто говорим вам, что уже принято все. И на естественном праве совсем недавно, то есть меня вызвали там по штрафу, там по земле. Я им говорю, то есть у вас права на землю какие есть? То есть, понятно, СССР у них прав нету. Ну, какие-то права у вас на землю есть. Они не могут, я говорю, хотя бы по естественному праву, от Бога может у вас доверенность есть. По естественному-то праву мне не докажите. Они мне задают встречный вопрос, а у вас? Я говорю, у меня есть. И я достал им паспорт Союза коренных народов Руси. Глаза были, я вам просто не буду объяснять, но на следующий день они мне стали звонить, и где можно такой паспорт купить? Они привыкли все покупать. Поэтому, когда я вам говорю, что 3 года назад я видел, что пойдет белый каток, я никак не мог понять, что это за такой будет белый каток. И только когда, создав в Кундурском регионе свою общину, я понял, что вот эта община, она и есть белый каток, о чем говорит Саша, о чем говорил Максим, что общее сознание приходит только сознание себя. Вот как вам объяснить? Хозяина. Вот приходишь ты домой, это твой дом, ты хозяин. И только после этого формируется естественное право, советское право. И только после этого любой ребенок, у меня ребенку сейчас 14 лет, он уже, с 10 лет он уже общинник, имеет паспорт общинника, и паспорта Российской Федерации не получал, и с военкомата ему звонят, и они не могут, совершенно на него влияния никакого в школе нет. Там никто не говорит, что какие-то прививки, то есть, потому что он сам уже все говорит. И они говорят, бесполезно вам вопросы эти задавать, то есть уже это все, приучены люди. Поэтому все, что было сегодня сказано, разработано большим трудом. Я говорю, у меня ушло 10 лет, чтобы к этому прийти. На этих ошибках Александр, община Ижевска создавалась. У нас здесь в Перми дважды, несколько раз региональная община создавалась, только столько ошибок делали, то есть поднималась. Поэтому пока мы не осознаем себя, действительно, вот хозяином земли осознаете, приходите в любую контору, и вы уже не будете бояться. В любое учреждение, неважно, как оно будет называться, Российская Федерация номер 1 или номер 2, или еще. То есть, я хозяин, вот я вам как объясню, я им сказал, я хозяин, а вы-то можете мне подтвердить? Они не могут, а я уже могу. Вот что наша работа за 10 лет, вот это, к чему она нас привела. Мы сейчас можем доказать, что мы хозяевами на своей земле. Друзья, у нас до перерыва где-то минут 35. Еще 2 выступающих, Сергей Федорцов и Генералова. Я не знаю, может, еще можно? Ну, давайте я не так много скажу. Разрешите мне тогда, я немного. Хорошо, я давайте. не буду тогда туда на Нет, лучше выйдите, пожалуйста. Пока микрофон, можно я скажу? И представьтесь. Девушка, скажешь, Я бы хотел, не знаю, может это с моей стороны как-то не вовремя, но почтить память вот этого судьи, который ушел безвременно,
который вот мужчина вам проговорил, минутой молчания, давайте хоть. Она Вот, очень, это много, очень много сказала ему правильных вещей. Да, перед вами выступлю, наверное, немножко вкратце, потому что очень много здесь всего сказано, и сказано все правильно. На сегодняшний момент могу немножко озвучить о том, что очень рада была встретиться и узнала, что непосредственно все-таки у нас сформирован Пермский исполком. Значит, облсполком, он однозначно у нас будет формироваться грамотно. Все те у нас, как вам сказать, структуры или кто-то, ну, называются так называемые восстановители СССР, да? А я хочу вам сказать непосредственно, как сегодняшний представитель формирующей структуры по государственной безопасности. Таких структур у нас сейчас существует примерно 17-19. И поэтому то, что мы с вами делаем на нашей территории, как граждане, сейчас вызывает очень огромный интерес. Поэтому мы с вами сейчас должны все грамотно и правильно делать. И, естественно, как тут было сказано, Урал и Сибирь всегда были передовыми в любом отношении. Вот, значит, то, что делается и будет делаться, это огромнейшая работа. Работа очень ответственная. Непосредственно при данной работе вы понимаете, что существуют враги, и враги очень серьезные. Немножечко вам хочу сказать, уже при сегодняшнем восстановлении власти уже была попытка на нашей территории осуществить самозахват власти, но это непосредственно было все предотвращено. И на данный момент я только желаю, как гражданин, проживающий на данной территории, да, хотя я являюсь уроженкой, родилась в республике Татарская ССР, да, но я проживаю и проходила службу именно на территории Пермской области и Пермского края, где давала присягу, и на сегодняшний момент являюсь в отставке подполковником милиции. Но мое, как вам сказать, волеизъявление, моя душа всегда с народом. То, что как офицер я исполняла четко свои обязанности при прохождении службы, и мое было личное волеизъявление в 1997 году, когда было предотвращено хищение огромнейшей суммы денежных средств, для того, чтобы вы не умерли с голоду. Это мое было первое волеизъявление. Но были попытки меня уничтожить, но так как я русская, да, я православная, мне Бог сказал жить. При этом, при сегодняшней, как говорится, моей ситуации, являясь ветераном труда, непосредственно, естественно, при всей той ситуации имею при исполнении служебных обязанностей инвалидность, но при всей этой, даже собственной характеристике, я все равно нахожусь в рядах. Непосредственно на данный момент уже исполняю свои служебные обязанности, нахожусь в контакте и с органами МВД, и с органами безопасности. Поэтому на сегодняшний день работа продолжается.
Непосредственно будет назначено конкретное время, и у меня будет уже встреча на уровне Москвы с генерал-полковниками безопасности органов именно СССР. То есть там будут проводиться конкретные разговоры, беседы, и будет уже четко регистрироваться и формироваться данная структура. Это вкратце, да? Кроме этого, хочу вам сказать, что в связи с тем, что, ну как вам сказать, вот этот исполком, который, может, слышали, возглавляла Бурдина Людмила Сергеевна, да? Сейчас вопрос ставится совершенно по-другому. Завтра будет проводиться сессия. Вопрос этот рассматривается о том, чтобы с Бурдиной Людмилы Сергеевны снять все депутатские полномочия и освободить должность председателя облсполкома. Почему и как? Результаты я вам пока не могу огласить, потому что проведена серьезная служебная проверка. По результатам служебной проверки представители депутаты Верховного Совета проведенного съезда, который огласил о том, что советская власть есть, так? И непосредственно этот президиум в полном объеме еще не сформирован. Почему? Потому что на сегодняшний момент мы с вами, именно народ, должны сформировать как можно больше советов народных депутатов, о себе заявить, выбрать достойных депутатов, которые у нас сформировали именно органы власти и вошли в состав Президиума Верховного Совета до полного, как вам сказать, пополнения, для того, чтобы мы с вами уже смогли издавать постановления и указы на уровне государственного управления. Вот, значит, сейчас непосредственно, вот завтра мы неочередную сессию проводим. Я очень рада была встретиться и узнать, что у нас есть действующий Совет народных депутатов города Перми, и уже есть конкретно действующий председатель городского исполкома. То есть сейчас я думаю, что народ полностью будет за воссоединении. Второй момент. Почему я здесь? Потому что уже неоднократно встречалась с общиной коренных народов, где меня тоже услышали, и я была рада о воссоединении всех дел, всех полномочий и совместной деятельности всех СНД с данной общиной. Чего как бы ранее существующего облсполкома, там это вопросы были все категорически против. Но озвучив свои мысли, свое волеизъявление на уровне московских руководителей, мне сказали: зеленая дорога и только за. Пусть народ все воссоединяются, это полностью советский народ на своей территории. Еще момент. Очень важный у нас сейчас с вами возникает, это наша с вами территория земли, наша принадлежность к территории Пермской области и Пермского края. Давайте решать этот вопрос четко. Естественно, Коми округ — это тоже такие же люди наши, мы их не должны бросить. И на сегодняшний момент те постановления или документы, которые РФ состряпала, да, и передать их непонятно там каким-то итальянским посольствам, это мы категорически должны встать грудью. Вот.
То есть вот такие, как бы огласила я вам моменты. Я думаю, что сегодня, я рада, что здесь Удмуртия присутствует, я с ними побеседую, потому что у меня тоже есть ряд вопросов, ряд моментов, которые касаются непосредственно людей с вашей территории. Вот. То есть вот эти вопросы тоже, я думаю, мы с вами обговорим. Я узнаю истину и справедливость, да, в этих вопросах. Вот. И думаю, что обменяемся мы контактами с вами. И в дальнейшем будем просто вместе работать. Вот. Ну, да, слушаю. Вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество. Ольга Петровна Генералова. Ольга Петровна, скажите вашу должность на сегодняшний день в РСФСР, в Пермской области. Я на сегодняшний день конкретно депутат Верховного Совета РСФСР, но так как конкретно в безопасности еще должности не утверждены и они формируются, я просто считаюсь сотрудником. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что был создан Совет народных депутатов Пермской области или исполком Пермской области. Да. Есть здесь присутствующие из этого? Их здесь нет, потому что непосредственно те люди, которые входили насколько я знаю, так как я появилась довольно-таки уже позже, да, как он сформировался, эти люди, они сейчас находятся рядом с Людмилой Сергеевной. И у нас непосредственно сейчас в структуру Пермского облсполкома входят депутаты и председатели исполкомов. Это город Чайковский, город Березники, город Гремячинск и город Лысьва. У меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот они не проявили интерес к нашему собранию, они не были удивлены? Они проявили интерес, так, но в связи с тем, что на завтра у нас вот эта внеочередная сессия, почему я сегодня здесь перед вами как депутат, то есть изъявить тоже их волеизъявление, и непосредственно сегодня они мне как раз задачи поставили, перед вами выступает, да, о формировании непосредственно исполкома города Перми. Но я, придя сюда, узнаю, что здесь есть уже созданное и тому подобное, да, учреждение, можно так сказать. И поэтому мы сейчас просто обмениваемся контактами. Я приглашаю на завтрашнее заседание сессии. А где оно будет проходить? Оно будет проходить в чате в скайпе. Это самое, скажите, пожалуйста, вот вы еще говорите, что у вас делается работа. У вас это у кого? И какая работа делается? Меня интересует момент. Эта работа касается собственной безопасности. Собственно, СБ, да, получается? ФСБ или КГБ, как оно будет называться? Но сейчас вот и решится, как правильно по норме права и по законодательству будет это сформировано и будет называться. Я вам сейчас не могу конкретно Хорошо. сказать. Еще вопрос. Ждите, очень важный вопрос. Очень. Вы говорите, что была попытка самозахвата власти. Когда и кем? Предотвращена и кто хотел это Вы сделать? знаете что, в связи с тем, что сейчас еще не опубликованы материалы эти, я просто вам говорю, перед публикой я сейчас просто не уполномочена это вам сообщить. Проверка как-то. Проверка только еще осуществилась, какое что там будет после данной проверки решение и что это будет, как разрешат это озвучить, поэтому будет все сказано. У меня еще одна просьба ко всем посетителям, ко всему народу. Здесь прозвучало, что у нас создан Совет народных депутатов города Перми. А прошу присутствующих встать, кто является участником этого Совета народных депутатов города Перми. Вот, прошу всех жаловать. Вот этот коллектив, который, чтобы не было голословности, что их не существует. Они живые люди. Интересно, если подойти, ни в скайпах, нигде. Поэтому я лично, от своего личного имени, своего волеизъявления выражаю, что, благодарю, садитесь,
что я не доверяю некоторой структуре, которая называет себя Пермский там, или исполком Пермской области, потому что я их не видел, не вижу, в скайпах я не знаю. И мы здесь собрались вообще для того, чтобы создать здесь из живых людей настоящий легитимный исполнительный комитет. Мне бы хотелось... Согласно законодательству о том, что мы тоже провели в ряде регионов, районных выборы, мне бы хотелось ваши полномочия, чем вы можете подтвердить, пожалуйста, протокол собрания, кто на этом собрании присутствовал, сколько человек, ваше удостоверение, кем оно зафиксировано, кем оно завизировано. Если этих полномочий нет, вот у меня есть удостоверение, я являюсь, допустим, председателем, то есть уполномоченным по правам Союза коренных народов по Пермскому краю. Вот я могу свои полномочия подтвердить. Подождите, если вы хотите узнать мои полномочия, я точно так же могу достать из сумки удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР. На сегодняшний момент я не выступаю перед вами как председатель облсполкома. Я здесь озвучила конкретные моменты, конкретные действия и конкретную ситуацию для формирования областного исполкома. Поэтому здесь о решении о том, что легитимен он, нелегитимен областной исполком, я здесь эти вопросы не ставлю. Это мы решим. Завтра, если отключат у нас электропитание, сколько минут ваше собрание продлится, можно узнать? Вот завтра отключают электроэнергию. Сколько ваше собрание продлится минут? Если будет вопрос, если оно конкретно... Вот понимаете, если я захочу сейчас людей собрать, мне понадобится где-то около 30 минут всего собрать любое собрание. Но тоже электричество нужно. Нет, это не обязательно электричество. У нас проработана структура давно сбора определенная. Если отключается интернет на 3 дня, там, если отключается свет там, на больше 2 суток. То есть вы говорите за безопасность, отвечайте. Кого, чего и как. Послушайте, на данный момент вы задали такие вопросы. Если отключается электричество, значит здесь кардинально пересматривается вопрос о проведении данной сессии или данного заседания, который касается конкретно СНД, которые входят в областной исполком. Это первый вопрос. Второй вопрос, непосредственно, вы говорите про протоколы и тому подобное. Вам предоставят конкретно, непосредственно, если у вас будет такое полномочие и есть, вам все эти советы народных депутатов предоставят данные протоколы о их легитимности. И все. Я сегодня, еще раз вам повторяю, выступаю здесь как обыкновенный депутат, которого уполномочили перед вами выступить. Я за действия, которые совершены сегодняшним облсполкомом, не несу никакой ответственности. По безопасности, я вам говорю, не только на территории Пермской области. Поэтому непосредственно какие возникают вопросы, это уже задавать в рабочем порядке. Ольга Петровна, можно один вопрос? Я просто слышала, тут город Гремячинск. Я непосредственно оттуда. Скажите мне фамилию. Кто из Гремячинска конкретно? Матвеева. Матвеева, как имя, отчество? Ольга Германовна. Благодарю. Изъявление граждан, депутатов, я хочу сказать, мы вам, замечательно, не доверяем. И, может быть, как бы проголосуем тогда за то, что вас... Нет, вы просто послушайте, Послушайте, вы поймите, вы мне доверяете или не доверяете, здесь возникает вопрос совершенно другой структуры. О другом речи. Тихо, ребята, не ссорьтесь с нами. Давайте выберем список уполномоченных, кто будет проверять документы вот облисполкома, как нам заявлено. Проголосуем за этих граждан, и они будут уполномочены. Сейчас базар иначе будет. Сначала надо это грамотно сформировать. Вам информацию рассказали, вы набросились на человека. Ну что?
Сергей Федорцов. Все, успокойтесь, успокойтесь. Она очень добрый, хороший человек. Что они плохо не говорите про кого-то, что перестаньте. Здравствуйте все. Зовут меня Сергей Владимирович Федорцов. Значит, немного о себе. Я родился 16 марта 1974 года в городе Перми, в Орджоникидзевском районе, микрорайон Гаево. Значит, родился я в семье рабочих. Папа с мамой трудились на кабельном заводе. Это всемирно известный завод кабельной продукции. Простыми рабочими они были. Значит, у меня есть старшая сестра, 70-го года рождения. Значит, как все, я посещал ясли, детский сад, значит, школу. Среднее образование я получал в школе номер 80, также в Орджоникидзевском районе. После окончания школы я поступил в СПТУ 91, значит, на второй вышке. Закончил его в 92 году, после чего ушел в армию. Значит, попал я в войска мотострелковые, отслужив там первый призыв 1,5 года, ну призывались на 2, но так получилось, что первый призыв 1,5 года. Я в 92 году принял присягу, присягнул Советскому Союзу, советскому народу. Значит, получив специальность наводчик-оператора БМП 3 класса, после службы в вооруженных силах, кстати, военный билет у меня СССР, присягу я дал СССР. Отслужив, я вернулся, значит, домой, в родные места, где устроился на работу, в училище, в 91-м училище я получил, значит, специальности водителя АБЦ, 3 класс, автослесарь 3 разряда, удостоверение сварщика, электросварщика 2 разряда. То есть эти навыки мне обучения помогли и в армии, и в дальнейшей работе после службы в вооруженных силах в автопредприятии номер 4, тоже на Гаеве находится, в Орджоникидзевском районе. Значит, далее ездил на север, в Тюменскую область, город Лабытнанги, поселок Хартов, по вахте работал на КРАЗе, на, значит, щебне-дробильном предприятии. Вернулся обратно в автобазу, поработав некоторое время, ушел работать в 5-й парк на Тавелихе на такси. Тогда была уже аренда. Значит, около года я отработал на такси, потом решил, что работать на кого-то не очень интересно. Я взял в аренду автобус. Значит, 97-й год это уже был. Лето поработав на автобусе, мой товарищ с начальной школы, с 3 класса, значит, мне предложил поступить на работу в органы внутренних дел. 17 ноября 1997 года я, значит, пройдя медицинскую комиссию, тесты психологические, собеседование, я устроился, вот так вот волей судьбы получилось, что служба участковых. И организация этой службы как раз 17 ноября, то есть двойной праздник. Это я устроился на работу участковым и еще и в день участковых. Мне как бы это очень приятно осознавать. В 2008 году, точнее в 2007 году я развелся с первой супругой, ну, по причине, ну, скажем так, семейные конфликты, непонимание и так далее. Может быть, это была усталость. Я просто, я к чему хочу сказать, да. Хорошо. Вы уже 5 минут проговорили, а я не поняла, о чем вы. Все, сейчас я закончу по себе. Значит, после милиции, значит, уволился я в 2010 году, уже экспертом-криминалистом я тогда 2 года отработал, то есть по собственному желанию ушел. Ну и так, скажем, опять на производство. Вот. Мониторю я ситуацию политическую с 2001 года. Вот. Отношения у меня, как у вас, так и у меня, однозначное к РФ. Это не страна, это не государство и так далее. Не имеет ни валюты, ни того, ни сего. Вот. Значит, в январе месяце, значит, я
присоединился к исполкому города Перми, где были в январе также избраны депутаты, значит, города Перми. И из их числа выбрали меня единогласно под протокол председателем Пермского облисполкома. Вот. Я также, как вот сказал Максим Бондарев, обязательно приму присягу. Хотя Советского Союза присягу я принимал, работая в органах внутренних дел, РФ присягу я не принимал, Бог спас меня. Вот. Ну, значит, в период прохождения службы ОВД я также как бы был в горячих точках, статус ветерана боевых действий имею. Значит, работа в исполкоме у нас началась в январе, то есть мы молодая структура, мы только начали развиваться. То есть, по сути, как вертикаль власти идет снизу. Это земля, корни, ствол и крона. Как может крона появиться раньше ствола? Кто мне скажет? Что такое московские образования РСФСР, СССР? Кто их избирал и как это все происходило? Вот это вопрос. Вчера я с ними разговаривал. Вот. Конечно, я поддерживаю помощь какую-то в организации, правильности, по регламенту и так далее, но мы власть, и мы решаем, кому быть, кому не быть. Власть идет снизу. Поэтому, значит, горисполком, далее будет облисполком, ну и так далее, все по этапу. Перепрыгивать через ступеньку нельзя ни в коем случае. Вот. Значит, какая работа у нас проводится? У нас избран уже народный контроль по городу Перми, председатель народного контроля по городу Перми. На данный момент сейчас решается вопрос о изготовлении удостоверений депутатов. Значит, ну, все соответствующие документы будем делать как положено, на основании протоколов, приказов и так далее. Значит, в перспективе мы, так как уже на данный момент уже сформированы, помещения у нас нет. Мы хотим сделать следующее. Народным контролем, депутатами, значит, соответственно, мы идем в департамент города Перми, пишем заявление, как это наши коллеги сделали из Астрахани, группа «Свободные люди Астрахани». Вот это ролики, которые тоже очень много дают знаний. Вот они пришли, написали заявление, и в департаменте, значит, имущественных отношений им пообещали выделить на безвозмездной основе, это не аренда, не покупка, здание, либо помещение, подходящее под все стандарты, со всеми коммуникациями и так далее. Вот этот шаг мы будем делать. Следующий шаг это будет городская администрация с уведомлением о их нелегитимности. Далее районная администрация, как вы знаете, когда бьешь по ногам, падает все тело. Ударив в центр, в грудь, это в администрацию города, и ударив по ногам, голова сама упадет. То есть там не надо будет уже ничего. Спасибо. Спасибо. Значит, далее разработаны документы по, значит, вот Максим Анатольевич присягу, значит, огласил сегодня, принял, так сказать. Под присягой есть ведомость разработанная, где человек действительно написано, что добровольно, без принуждения со стороны принимаю данную присягу на верность советскому народу. Не правительству Советского Союза, а народу. Один раз нас уже правительство предало, 91-93 год. То есть мы присягаем народу, ни в коем случае не верхам. Это первое. Второе. Разработана, значит, ведомость также по поводу проведения специальной, полной, объемной проверки граждан, кто является нашими соратниками, из числа депутатов, там, ну, то есть полностью представителей, кто граждан Советского Союза, кто в исполкомах работает и так далее. То также человек подписывается о том, что он не против полной проверки, чтобы не было скелетов в шкафу и так далее и тому подобное. То есть мы в общем собранием это закрепили. А? И счетов за рубежом. Конечно. Счетов, яхт там и так далее и тому подобное. И гражданства зарубежного тоже. Каждый, кто желает быть гражданином Советского Союза и желает продолжать движение в этом плане, он должен быть чистым и прозрачным, как стекло.
Никаких черных точек, пятен и так далее. Сергей, Да. вы хотите сказать, что здесь присутствуют не граждане Советского Союза, и их мы будем проверять? Обязательно, Что, обязательно. они не граждане? Граждане СССР, понимаете, но как один товарищ сказал, что нужно значит, отделять овец от волков. Понимаете? Вот, Проверять я согласна, просто я хочу сказать, что мы изначально были гражданами, мы родились, у нас есть свидетельство о рождении граждан СССР. И Это каким хорошо. образом вы хотите их оспорить? Это ни в коем случае не оспаривается. Эта проверка происходит, значит, для того, чтобы человек не состоял в какой-то там партии, в Хабаде. Да, я гражданин СССР, это мне не мешает стучать хабатникам, быть барабаном у них. Понимаете, о чем я? Просто я работал как бы в органах. Да, сущность его действия, что у него было за спиной. То, работая в органах внутренних дел, как бы и там и оперативная работа была и так далее. И, как говорится, после боевых командировок, скажем так, на Кавказ, всегда оглядываешься, чтобы тебе в спину никто не стрельнул. Вот сейчас вот суть-то понятна, да? Можно еще добавить? Да, вопрос задали, пожалуйста. Вот в Израиле, да, ну, я просто знаю это, ну, из информации, опять же, с интернета. В Израиле ни одна власть, структура властная не имеет другой национальности, кроме своей национальности коренной. И поэтому, смотрите, надо учиться, как у врагов делается, так и у нас должно быть. Я к этому вот веду. Лучше. Правильно. Чистота власти должна соблюдаться. Можно еще, что я хочу добавить, что сейчас выступил перед нами человек. Особенно должны проходить эту проверку люди, которые будут в дальнейшем назначаться в органы исполнительной власти. При назначении людей в органы исполнительной власти там будет решаться вопрос о определении формы секретности. Это и касается и документации, и фактически проводимых дел, которые будут назначаться для исполнения органами Совета народных депутатов. Вот еще. Спасибо. Я хочу добавить, что работа нашего горосполкома этим не ограничилась. У нас присутствует всем уже известный Максим Анатольевич Бондарев. Он общим голосованием избран на должность начальника управления внутренних дел города Перми. У нас создается народная милиция, создана уже. Сейчас ведется работа по набору населения, граждан, проснувшихся, которые являются гражданами Советского Союза и которые понимают суть нашей работы. Соответственно, у нас работают группы ВКонтакте, в Одноклассниках и в Вайбере. Также мы сейчас открываем свой YouTube канал. У нас есть номер телефона, на который звонить. Все это готовится, буквально в следующей неделе будет это все готово, озвучено и так далее. Да, Максим? У меня предложение краткое. Раз у нас создан Пермский городской исполком, предлагаю поднять на обсуждение вопрос о создании сегодня Совета народных депутатов Пермской области, потому что у нас приехали делегаты из разных районов, и мы, в принципе, сегодня можем создать Совет народных депутатов, и из их числа, опять же, из этого числа можно будет создать исполнительный комитет уже Пермской области для уже централизации власти в Пермской области. Отлично, отлично. То тогда нужно заявиться кандидатом, нужно создать список, вот в перерыв, пожалуйста, кто желает быть кандидатом на именно депутаты исполкома, подходите, к нашим секретарям, записывайтесь. Я думаю, это будет оглашено. надо будет до выборы, отдельным протоколом это делается до выборы. Нет, мы можем сегодня по регламенту именно заявить кандидатов, мы можем сегодня их избрать, но это будет одно заседание, и протокол будет заседания этот один. Вторым, следующим, заседанием, именно депутатами избранными из числа кандидатов, уже депутаты исполкома выбирают из своего состава уже председателя исполкома, области, облсполкома, Вот, то есть это уже другим идет заседанием и другим протоколом. Так что кандидаты, пожалуйста, к секретарям.
Записывайтесь. Да, пожалуйста. Не стесняйтесь, сразу к регионам. Можно еще Да, Ольга Петровна. Я еще, знаете, какую ценную информацию для вас, для всех не довела. То есть у нас начинается сейчас на уровне Москвы, да, создается сейчас уже общий реестр, начинается депутатов в первую очередь СНД, легитимных официально структур, которые действуют, им выдается официальное свидетельство как легитимного органа исполнительной власти, народной власти, так? После того, как СНД будет зарегистрировано, потом только уже будет регистрироваться исполнительный комитет. Вот после этой регистрации, при наличии данных документов, уже и СНД, и исполком будут являться официальным. Вам кто это сказал? Эта регистрация уже началась на уровне Москвы. Это вам Уже сказали? есть. Нет, мне не сказали, уже есть информация, я вам могу... Начнем с этого. Да. Съезд, Да, который... знаете что, извините, что я вас перебью. Вот я тут выступал и говорил о советском государственном праве. Вы его приняли, так ведь? Конечно, Я так понимаю. конечно. Так вот, в законах о выборах, найдите книжки такие, они есть в СССР от 1973 года. Там черным по белому прописано, что исполнительные комитеты подотчетны только Совету министров области, края, республики. Это у В том вас, числе, и Корейской у вас республики. также. А у нас И у вас также. еще. И у вас также. Поэтому все, что вот эту информацию... У вас не собирают, республика, у вас область. это уже перегиб. А область потом будет регистрировать все наши учреждения. Нет, То есть непосредственно... вы обязательно прочтите две книжки таких, там Пермская область есть. Я могу вот время выделю, схожу в библиотеку, если у вас нет. Опять возьму их, отсканирую и вам просто отправлю. Я просто вам Подотчетность озвучила 100 минут. эту тематику, я вам могу дать четкие координаты людей, которые этим занимаются. Вы можете Я с на ними закон опираюсь, я опираюсь. Они тоже... Я прошу прощения, давайте по регламенту. Уже время уходит, да. Я заканчиваю. Значит, что я хотел сказать? То же самое, что я говорил в 92 году, я хочу сказать сейчас. Служу Советскому Союзу. Советскому народу надо было сейчас. Потому что Великая Отечественная не победил советский народ. Друзья, у нас осталось до перерыва совсем немного времени. Значит, после перерыва тогда у нас до выбора депутатов. Так, что у нас еще? Вопросы по кооперации. Ребята, когда мы телевидение сейчас будем забирать в свои руки? 2 минутки, председатель исполкома горсовета Город. Ребята, когда мы телевидение будем забирать в свои руки? Уже выключил. Идет процесс уже? А? У нас альтернативный... Ну интернет, надо же в массы как-то это все начинать переносить уже, чтобы народ... Интернет там такая помойка. Мы уже создаем Чтобы телевидение было уже именно как-то... Друзья, в перерыве пообщаемся. Дадим слово. Всем здравия. Интернет это сейчас Меня такая зовут помойка. Сергей, Там людей... сын Владимира, родом Мангушева. Я являюсь председателем исполнительного комитета города Ижевска. Вы, наверное, все получили здесь вот такие газетки. Да. Это наша первая газета, которую мы стали выпускать, и она зарегистрирована, если вы увидели, газет, 7 вторник, лето 7528 от сотворения мира в Звездном храме. У нас есть обережные символы, вот такие вот звезда Руси или квадрат Сварога. И внизу газеты, значит, Калавраты. Вот. Что мы предлагаем? Мы сейчас ее полностью верстаем сами, мы отказались от Владимирской Руси по одной простой причине, что господин Мишин повел нас немножко не туда. Естественное право, которое никто не может дать ему определение. Божественное и так далее, это мы нигде не нашли. Мы искали, но нигде этого права мы не нашли, к сожалению. Божественное право, это можно сказать, что такое же римское право. То есть мое естественное желание, вот я увидел машину, я приведу сейчас пример Александра Вячеславовича Булдакова. Мне понравилось, я вытаскиваю, значит, оттуда водителя и еду на этой машине сам. Это мое естественное право. Естественное право, твое на воздух. Его нигде нет. Страны из-за этого спорят, ссорятся Оно и при так далее. рождении тебе дается. Вот я тебя задушу тебя, а я лишу тебя естественного права на воздух. И это будет твое естественное право. Твое естественное право дышать. Я понимаю. Мое естественное право дышать, это твое естественное право души. Российской Федерации любые действия
власовцам приказала молчать. И с этого момента начинается возрождение советской власти в нашей стране, возрождение прав наших законно отнятых у народа, возвращение имущества, возвращение денежных довольствий, материальной помощи, значит, из-за границы будут поступать продукты в качестве гуманитарной помощи. Этот период будет длиться 1, 2, 3 года, сколько потребуется. Поэтому они поздравляют всех вас, поздравляют нас с таким замечательным информационным подарком всем советским людям. Я очень благодарен всем за то, что я здесь присутствую. Всех слышу, согласен со всеми выступающими, всех поддерживаю искренне, от всего сердца, от всей души. Единственное, что я прошу, прослушать информацию, потому что она может повлиять коренным образом на принятие решения сегодняшнего собрания. У меня сейчас на телефоне этот видеоролик есть. Значит, в перерыве мы с руководителями этот вопрос посмотрим, потому что это крайне важно, потому что каждое решение, оно может повлиять на наши решения. Поэтому в перерыве мы этот вопрос согласуем. Вы согласны? Да. Называется «Власовцы молчать». Называется первое слово. Молчать, да? Молчать, да. Власовцы. А это не от нашей верхушки этой РФской идет? Нет. Это прямо из ООН. Можно это не дополнить? Да. Коротенько. Да, тихонько. Я хотела бы дополнить вот эту информацию. Меня зовут Елена. Я являюсь участником международного общественного движения «Я человек». Кто-то слышал про это движение? Хмелькова Ольга. Да. Слышали? Да. Вот. Значит, я являюсь участником этого движения и непосредственно омбудсменом. Мы волеизъявились. А по-русски? Омбудсмен, это да, это режет ухо, да, такое нехорошее слово, но в международном праве, да, это человек, который, так скажем, является координатором. Защитник, да, он защитник. То есть нас 58 человек, кандидатов, так скажем, в омбудсмены. Мы волеизъявлялись, то есть делалось это, соответственно, международному праву, то есть там делала Ольга прям такую работу большую. Нота протеста была отправлена. Я сама лично участвовала в этом процессе, мы собирали документы, то есть отправляли письма, делали списки всех органов власти, так скажем. Ноту протеста отправляли, декларацию и волеизъявление. То есть списки власти РФ или СССР? РФ. То есть мы уведомляли их, что мы есть, что мы волеизъявились, что народ, то есть он, против. То есть это, да, декларацию, ноту протеста я могу, то есть скинуть как-то, распечатать, к сожалению, не взяла с собой. То есть мы их всех уведомили. И уведомили также Папу Римского, то есть президента Трампа, Елизавету, то есть всех официально уведомили. То есть они про нас знают, и они отреагировали. Поэтому то, что вы говорите, да. Но есть там также такая вот поправочка, я сейчас быстренько все, потому что это... Они говорят, что, да, молодцы. Также они говорят, там, если взаимодействовать будем, то есть у вас должно быть там юридическое образование, то есть мы готовы будем обучать вас там, да, и работать мы с вами будем 50 на 50. Да, мы готовы вернуть вам все деньги, половину нам. А половину нам. Наши заработанные. Да. Еще хочу сказать, центр в Великобритании 15, 85 нашему народу. По закону, да. Еще хочу вопрос задать. МПРПЦ известили? Да. Слава Богу. Работа еще идет, потому что там рук не хватает, и все, там сейчас координационный центр создан, то есть по помощи, по правовой, то есть людям очень нужна по кредитам, по ЖКХ, то есть Ольга разработала очень много лекций, они все на портале, все открытые, то есть сейчас там
И все это безоплатно. То есть все документы, все шаблоны, то есть мы народу уже помогаем. Чатик, телеграм, я лист. Да. Да, благодарю. Ирина, ваша фамилия? 85% СССР в составе, 15% я просто Еще, вот по поводу, просто пока я не забыла, коренных народов. У Ольги есть такая поправочка. Коренной народ, я только вот для того, чтобы мы сейчас это все обсудили и поискали. Коренной народ, она говорит, это тот, кто пришел и пустил корни. А мы аутохтонный народ. И вот я тут нигде ни у кого не слышала. Аутохтонный. Почему аутохтонный? Урал и Сибирь вообще история цивилизации. Да. То есть мы... Изначально вся цивилизация пришла на Сибирь через Урал. То есть как-то вот тут вот можно, потому это что... опять очередной увод. Не надо нам... Увод может быть, знаете как? А если они там сидят... Так, давайте споры оставим, у нас сейчас время перерыва. А можно я вот маленькую ремарку буквально... Через 20 минут соберемся. Нет, вот буквально маленькая ремарка. Вот послушайте, вот сейчас говорили про легитимность, за чистоту, по-моему, русского языка, вот ты сказал, да? Вот смотрите, а мы говорим легитимность. Легитимно это законно. Давайте чистоту русского языка. Омбудсмен это защитник. Юридический слово. Вот и все. Кто знает, что такое боевой пляс? Да, Лена, у вас получается исконно. Кто желает поддержать? Товарищ Егорка, Виктора Дмитриевича Плыкина книги, это первая его книга. Кому нужно, берите бесплатно. Как это у них называется? Я Безоплатно. А вот эти... Контора процветала, компания. Было 100 человек работяг, в сезон доходило, поэтому приходилось думать не только о себе, а о работниках, которые у нас работали в нашей компании. Вот, на это дело в 2008 году, когда у нас случился кризис, пришлось все закрыть. Вот, ну, а дальше уже начал думать о смысле жизни и всему остальному. Вот, очень... Достижение, пару слов скажи. Ну, занимаюсь сейчас... Современной. А современной, это помогаю по юридической практике местному населению. Вот так вот, в словах, понятно. По юридической защищать себя гражданское, да. Валит юридическую систему РФ. Нужный человек. Все, стараюсь. Если какой-то вопрос, коротенько ответит. О себе еще, как говорят, есть собирать камни, есть раздавать камни. Я для себя принял решение, что все-таки, как бы сказать, надо что-то дать обществу. Учиться, работать — это одно, но для общества тоже уже, скажем так, не молодой. Поэтому принял себе решение, что надо часть какую-то определенную посвятить этому делу. Поэтому вот я этим как раз и занимаюсь сейчас. Личный взнос, вклад, да? Ну да, куда деваться. Да, так что вот. Это вот о себе. Так, следующий. Как будем голосовать? Сразу или сразу? Потом? Сразу. Ну давайте сразу голосуем. Кто за? Отлично. Больше не буду чувствовать. Так все понятно. Так. Валентина Михайловна Федорова. Волнительно, непривычно. Значит, я согласилась выдвинуться в депутаты, значит, города Перми от нашей общины. Немножко о себе. Родилась я в 47 году в семье, значит, ну, отец был рабочим на заводе, потом он стал инженером в МКБ завода Свердлова. Мама из крестьян, стала она бухгалтером. Вот, я закончила, значит, авиационный техникум с Ильичем, работала на заводе Свердлова нормировщиком 4 года. Потом перешла в институт ПКТБ «Химмаш», проработала там 10 лет. Была в правкоме, в культурно-массовой комиссии. У нас, ну, там интересная жизнь была тогда. Вот. Затем
уехали мы с сыном в Екатеринбург, как раз в тот год, когда Ельцин оттуда уезжал, там увидела, какой народ активный в городе. Чтобы заработать квартиру, там метростроя. Метростроя проработала 6 лет, там ничего не получилось, потому что там взрыв произошел, взорвался этот вагон с порохом. И выдача квартиры остановилась, и пришлось, и вернулись сюда. Здесь пошел дом под снос. И вот теперь, значит, работа здесь. Началась перестройка. И вот наш бывший институт закрылся, все пошли торговать. Я тоже занималась торговлей некоторой. Вот, попробовала, как это все, значит, на себе. Затем, где-то лет 10 назад, значит, судьба меня свела с тем, что в наш город приехал ученый Маслов Леонид Иванович, профессор физико-математических наук, который слышит Бога. Он, значит, выступал в этом доме офицеров. Народу пришло много на его выступления. Я вообще не понимала, как это можно слышать Бога. Я только знала, что Бог где-то в церкви там есть. Ну и вот, мы пошли, народу много, значит, мы сетевики, я, кстати, в сетевом маркетинге вообще много в разных компаниях работала, все с народом. Да. И, короче, когда я прочитала его книги, все, потом новейшую Библию, у меня такой мир раскрылся, что я просто, у меня дух такой русский, такой дух у меня появился, и я увидела вообще происходящее. То есть сейчас планета наша, она вышла из, там, она была на космическом дне, частота Герца была 7,8, а сейчас она возносится. Сейчас уже больше, около 50 Герц, и все на планете меняется. И восстанавливается цивилизация Святая Русь. Вот самое главное. Кто-то хочет этого, кто-то не хочет. Но, значит, вот уверенно, я уже как бы уверенно иду вот по такой информации. Вот, поэтому я здесь, и правда будет за нашим народом. И как еще Бог сказал, что вы единственный народ на планете, который может объединяться. У вас частица моя, это душа, частица Бога, и когда вы объединяетесь в духе, вы становитесь Богом. Поэтому вот. Прошу прощения, но действительно еще 10 человек. Так, ну, я думаю, голосуем. Отлично. Все, записываем. Все проголосовали. Ну и третьим, значит, меня выдвинула община. Меня зовут Игорь Владимирович Чикин. Я 65-го года рождения, родился в Перми. Трудовая биография у меня не такая длинная, потому что я на государственном предприятии работал очень мало. С 96-го года уже работаю сам на себя, ну и, скажем так, подрываю налоговую систему Российской Федерации тем, что ничего я не плачу. Занимаюсь в строительной сфере. 2 детей, мальчик, девочка. Вы не одиноки в том, что подрываете. Так, ну что еще? Мировоззрение, стремление, это я зачитаю, чтобы не сбиться. Стремление к ведическому миропониманию, возврат к нашим истокам, родовым корням, борьба с врагами Светлой Руси. Цели возрождения Руси на основе державного устройства, родовых ведических традиций, копного права, заветов наших светлых богов и предков. Все. Прошу проголосовать за кандидата. Единогласно. Отлично. Так, дальше. Заявились у нас кандидаты прямо сейчас. От Кишерского Путин Евгений Владимирович. Да, такая вот фамилия. Будет мальчиком для битья. Даже очень. Мы вас проверим. Всем надо ли озвучивать мою биографию? Надо. Хорошо, ладно.
Я родился в городе Перми во втором роддоме 2 февраля 1974 года. Учился в 120-й школе спортивной рядом со Спартаком Манеж. Отслужил срочку, после этого отслужил первый контракт в западной группе войск, второй контракт на Кавказе, не полностью. Вернулся сюда и начал работать в разных организациях, то есть служба безопасности банка, банк Заря Урала, отработал там, пока банк не крякнул, потом банк Пермь, служба безопасности работала, потом ушел на вольные хлеба и потом начал узнавать, что, в какой системе мы живем. И больше я на эту политическую систему уже не работал. Сейчас живу в своем родовом поместье в Кишерском районе, у меня 5 сыновей. С 2012 года я занимался непосредственно властью народа по Бозино, и с 2014 года занимаюсь ликвидацией безграмотности юридической в Кишерском районе, там же и живем. Ну и плюс еще 2 района захватывают. Сейчас являюсь действующим депутатом еще Кишерского района и назначили меня еще начальником милиции Кишерского района. Пистолет есть? Ружье есть, но забрали в МВД. Да мы с вилами выйдем. Мы же мирным путем хотели, вы что? А вот можно по родовому поместью, что вы сказали, в своем родовом поместье? Да, в своем родовом поместье. Как вы это сделали? Приехали на землю, начали со всеми общаться, нам дали зеленый сигнал, ну, зеленый свет, и мы начали оформлять там по 50 соток, в итоге набрали 3 гектара, потом мы приобрели 68 гектар паев, ну паи по 8 гектар. Я отдавал эту землю людям, которые могли приехать туда и безоплатно жить на этой земле. Но сколько мы кого не зазывали, так никто и особо и не приехал сюда. То есть туалетами Ивановыми мы завоевали, Маяковский сказал. А так можно к нам приезжать, земля пустует, надо жить, надо все это возрождать. Вот она, можно приезжать, да? Сначала-то уже можно дать сыновей. Село надо поднимать. Вопросы есть? Нет вопросов. Голосуем! Ура! Ура! Так, следующий откликнет Прозоров Александр Николаевич. Здравствуйте. Родился в городе Александровск, живу в городе Перми, учился. Александр учился в Лысьве, в первой школе, потом в 7-й. Дальше армию, ВДВ, горячей точки. После армии в строительстве работал, затем ушел в банк, сейчас в охране. Спортивным спортом, туризмом занимаюсь. Жизненная позиция. Что? Жизненная позиция. Жена, 3 детей. Хорошая позиция. Семья. Вопрос можно? Да. Вопрос. Ваши цели и что вы преследуете вообще сюда придя? Ради чего? Ради кого? Ради детей, ради людей, чтобы жили на своей земле. Достатки своего. Достойно. А что Грозный такой? Если так говоришь, что ты улыбаешься. Думаю. Сейчас ты сейчас сам где? В Александровском? Нет, в городе Перми. Давно с Александровском? Дзержинский район. Я только там родился, там буквально был полгода, мама приезжала к родителям, это отца, и родился, а так жил здесь в Перми, в Лысьве. Ну и в Коме округе еще жил. Наш человек, понимаем. Благодарю. Голосуем. Ура! Тоже из Перми. Лобастова Галина Петровна.
Лобастова, 53-й год рождения, родилась в Кировской области. С 70-го года обучалась в Пермском сельскохозяйственном институте, успешно его закончила. И всю свою сознательную жизнь проработала на тепличном комбинате совхоза Верхнемулинский, которого сейчас благополучно нет, похоронили, вы все его знают, бренд мулинские огурчики и так далее и тому подобное. То есть овощевод такой вот производственной закалки. В 99 году встала на защиту интересов работников, будучи выбрана председателем профсоюзного комитета. Потом меня благополучно выгнали с предприятия, восстановилась и еще проработала 11 лет и сменилось за это время 7 директоров. Все хотели меня покусать, но у них это плохо получилось. Всем, как говорится, давали отлуп, как выражается дед Щукарь. То есть каждому нужно дать отлуп, если на тебя нападает. То есть вот такая жизненная позиция. Воспитала дочь. Ну, сейчас проживаю в индустриальном районе, занимаюсь своими огородами. У меня их 2. То есть я свою производственную деятельность перенесла уже на личную. И, в общем-то, вот такие у меня интересы. Но меня интересует вообще все, что творится в мире. Я всегда активно, ну, как сказать, откликаюсь на все новшества, которые происходят в обществе. Беру что-то на себя. В общем, ответственность у меня такая вот. И чувство обостренной справедливости как-то во мне присутствует и живет. И я благодарна всем, кто меня воспитал, кто меня поддерживал. Спасибо. Я некоторых судей знаю в городе Перми, в Пермском крае. Судьбами так потаскала. Мне знакома судья Лобастова Ольга Николаевна. Она не ваша родственница? Нет. Все, вопросов больше нет. Можно вычеркнуть, да? Меня когда восстановили на предприятии, Он черный список уже ведет. Я пойду, спасибо, не можем. Вы нужен год. Проверяет. в индустриальном районе. Кого? Третьякова. Не знаю. А кто такой? Ну ладно. Хороший человек. Ну все, голосуем. Ура! Кандидаты из области у нас тут объявились. Город Очор, Байбулатов Владимир Александрович. Правильно назвал? Его нет, я за него выступлю. Назвал правильно? Да, точно. Я вот здесь. Микрофон. Да не надо, я так скажу. Я Байбулатов Шамиль Рукаевич. Наверное, самый здесь пожилой изо всех. У меня, значит... А вы на нас говорите? Ага. У меня, значит, двое детей, мальчик и девочка, 4, значит, внучки, 2 правнука и 1 прапра. Поэтому говорю на эту систему уже с 2018 года. Я сам из Очора, Вершайна деятель, там есть такая Светлана Петровна Заря, всегда с ней контактирую, и она меня сюда прислала как кандидата. Поэтому все о себе сказал. Работал в армии, служил 4 года и остался работать до почти 50 лет. 50 лет ушел на пенсию. Работал водителем специальных машин и как бы до пенсии доработал. Вот сейчас 30 лет уже на пенсии. Себя чувствую, слава Богу, жив, здоров. И могу бороться сколько еще мог. Да. Сколько вам лет? Вы сейчас 81. 81 год. Все, благодарю. Всю трудовую деятельность отдал Советскому Союзу. Браво. Голосуем. Единогласно, ура! Город Кунгур, Сергей Георгиевич Мельшаков, правильно? Меньшиков. Меньшиков. Вы воздержались? Трое воздержались. Трое воздержались, но большинство за. Еще раз. Микрофон, говорите, пожалуйста. Еще раз добрый день всем.
Многие здесь из присутствующих меня знают очень давно уже. Представьтесь. Сергей Георгиевич Меньшиков. Меньше. Образование, значит, у меня не окончено маленько высшее. Строитель. Трудовую деятельность начинал с плотников. Переучивался на мастера, строителя. Сейчас прораб. Вся, в общем, жизнь так и прошла у меня по стройкам. Ну и плюс, конечно, идейные разногласия со властью. Поэтому с 10-х годов мы вот с трапезником постоянно этим хозяйством занимаемся. Вопросы есть какие-то? Народу все ясно. Голосуем. Мы понятливые. Так, много. А кто-то против, может, есть? Ну все, отлично, ура, единогласно. Владимир Геннадьевич Трапезников, Кишер. Как кратко-то себе скажешь. Значит, родился я Пермский край, Пермский район. Потом мать работала в овощеводческом хозяйстве здесь. Ее на повышение туда, в Кунгурский регион, отправили, назначили там директором большого хозяйства. Потом они их разделили, то есть в Кишерском районе появился совхоз Шумковский, она там отработала почти 50 лет агрономом, то есть я там где-то сзади багажника у нее там УАЗика, там еще где-то на лошадях, где-то в телегах, так вот когда проездил это время, вырос там где-то так, на земле. Потом отслужил 3 года на флоте, морские части пожарных войск КГБ СССР. То есть пришел, вернулся, стал учиться, незаконченный пединститут, родились 2 детей. Впоследствии еще 2, сейчас у меня 4 сына, 2 уже больших, одному уже 30 лет, второму 22. И 2 маленьких детей, я их там с 1,5-годовалого возраста один поднимаю, то есть здесь я 30 лет почти прожил в Перми и купил, ну, свой дом купил в деревне, уехали с детьми там, сейчас уже живем там лет так 6-7. Одному ребенку уже 14 лет, второму уже 12, будет 13. То есть какое-то время какой-то мать-одиночка такая вот получилась из меня. Ну, в общем, работал 20 лет я в силовых структурах, то есть это связано больше с безопасностью, то есть на руководящих должностях. Но потом одно время, то есть что-то увидел, что меня потянуло, надоело мне 20 лет с оружием ходить, и я перешел, стал заниматься массажами, медициной, то есть медитациями, и свои салоны открыл для красоты и здоровья, то есть как-то стал собой заниматься больше детьми, собой, ну как-то в этом русле, то есть, видимо, раньше кабинеты надо было в медицину в кабинет заходить, а я зашел в милицию, они рядом были просто. Но поэтому как-то так, мне сейчас уже 51 год, являюсь, значит, председателем Совета народных депутатов в Кишерском районе, также общинником региональной общины, Кунгурской общины, общинником являюсь. Ну, как сказать, моя цель, предназначение жизни, то есть это объединить людей, то есть неважно какой они концепции, национальности, каких религий, каких направлений, меня этого не волнует, хотя я сам ведического вероисповедания, то есть поклоняясь пантеону богов, то есть и Всевышнему, соответственно. Сейчас в данное время дома там занимаюсь тоже врачеванием, то есть приходят люди, лечу, точнее, научился руками людей лечить, ну как-то так, ну так скажу, ну домохозяйка. Вот Домохозяйка. У меня вопрос. Да. Вы правите Атлант? Что? Вы правите Атлант? Ну, Атлант, это же оборудования нет, к сожалению, такого оборудования. Понятно. То есть, Ну, а как бы вообще есть такая практика? все документы на себя я полностью передал в архив начальнику милиции, которого выбрали, Максиму Бондареву. То есть, все какие Просто документы... я почему поднял этот вопрос, так как этот Атлант ломают всем, и это ломает, грубо говоря, у человека дух. То есть он сразу подавленный становится, и сейчас это даже в медицине, в Советского Союза все идет.
Это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что, ну, говорю, вот поэтому люди боятся вот этого, знаете, страха кого-то. Дома рожай, и все нормально. Да, поэтому да, вот или надо вот, если есть такая практика, надо будет выпрямлять план, выправлять. Ну, я просто вопрос задал. Все, народу все ясно? Голосуем. Отлично. Кто-то против? Единогласно, ура! Друзья, еще 3 человека, давайте коротенько, пожалуйста, если можно. Елена Александровна Молокова, Гремячинск. Наверное, я громко говорю. Елена Александровна Молокова, мама 2 детей, 2 дочери, вдова, 22 года в браке с криминальным авторитетом Пермского края. Очень люблю своего мужа. У нас в системе не работала никогда. 8 месяцев завхозом детского садика, потому что ребенок пошел в садик. Хотелось быть рядом. Фермер, своя деревня. Ну, официально она, как сказать, нигде так не числится, но 15 лет мы с мужем жили на земле и развивали там свое хозяйство. Вот. После того, как он ушел, сменил мерность, я, значит, так как не было возможности, то есть все это содержать, значит, продала хозяйство, вложила это все, переехала в Чусовую, чтобы искать единомышленников, чтобы создать общество людей, которые готовы уйти на землю и делать там, ну, все развивать свой труд, то есть своим трудом. Ну и благополучно нашла этих людей. 3 года назад увлеклась правом и начала, так скажем, его изучать, перестала платить за все и получилось. И получилось. То, что получилось. Да, да. У меня к вам вопросик один такой. Вы сказали, что у вас создали там какие-то действия по земле там и так далее. Там, результаты вашего труда, вашей деятельности какие? Ну, вот смотрите, в РФ я получила, значит, образование психологическое, да, на Московский университет заочный. Была там такая поправочка, я все работы делала в православном подходе. Да, и 4 гранта я взяла в РФ. То есть, да, какие мы результаты? Ну, сейчас на данный момент там стоят дома, несколько домов, там стоит огромный коровник новый, да, то есть у меня там магазин, то есть я занимаюсь туризмом, занималась, сейчас вот просто активно переключилась на другую деятельность. У меня в поселке, значит, это Гремячинский район, это каменный город, дальше идет, да, город-призрак, вот такой маленький поселок, бывший шахтный, да, и, собственно, оттуда. И сама деревня, она стоит на берегу реки Усьва, это очень красивое место, и вот на этом берегу реки мы, значит, с мужем жили. То есть все это. Вот мои результаты. То есть люди, друзья приезжали, у нас очень влиятельные люди в РФ приезжали, которые, так, когда его не стало, ну, начали меня рвать, так скажем. Вот. Мне приходилось, так скажем, отстаивать свои права и свою жизнь даже. Вот. Поэтому, ну, вот такие результаты. Горница мной отстроена руками, так скажем. Ну, второе мое направление – это творческий псевдоним Баба Яги. Я занимаюсь с детьми. Рассказываем сказки. Матушка Егиня. Ну, получилось потом как-то так. Отлично. Матушка Егиня, это замечательно. У меня сделано все в таком русском стиле, да, то есть детки, там очаг, огонь, все вот с палатями, все. И здесь, в Чусовом, когда я приехала, я те деньги, которые, то есть продала скотину, мы взяла просто, даже документов не делала, ни с какими-то администрациями, просто взяла и отремонтировала помещение в таком же стиле. То есть там небо над головой, то есть очаг, палатье, избушка и русская печка. Это Чусовой, муниципальные бани, то есть есть такое там помещение. То есть и сейчас мы просто ждем, когда народ объединится, прийти в администрацию и на правах народа взять и сказать, что, ну извините, это наше. Это наше, мы здесь будем творить, мы здесь будем новое воспитание для детей организовывать, да. То есть я хотела там заниматься хлебом, у меня есть в поселке пекарня,
когда-то там под грант взяла. То есть все это стоит, все это оборудование стоит. У нас там вымерли все практически. Да, и людей не осталось, а денег отмыли через поселок очень много. То есть там новые очистные, новые там, как сказать, воду качают. То есть по 160 миллионов оборудования все стоит. И есть второе, по-моему, предприятие перерабатывающее, там, лес мы больше трогать не будем, перерабатывать, но все это стоит, а людей нет. Поэтому я приехала в Чусовую для того, чтобы собрать этих людей. И я так почему-то думала, что мы не сможем собраться, и все-таки они сделают этот свой план, выполнят. И думаю, в лес, все пошлите в лес, там будем. Да, партизаны. Но я думаю, что у нас все получится. Я не знаю, да. В общем, такие у меня вопросы. Смотрите, когда у нас возобновится власть, она уже возобновляется, вы же понимаете, что земля на самом деле принадлежит всем. Конечно. Вот. И смотрите, если у вас большая территория, вы готовы расстаться с этой территорией, и только кусочек вам выделят на первое Кто время? выделит? Государство. Какое государство? СССР. Я человек. Я согласен. Ты поедешь жить туда? Подожди, я не об этом говорю. Нет, Андрей, у нас столько территории, что нам хватит, не залезая на чужую территорию. Надо ей просто узаконить ее будет, и все. Мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Извините, я ничего не говорю. Знаете, это как незаконно. Я там около 20 лет на этой земле живу, работаю и обделываю эту землю. Она мне уже принадлежит, потому что я там на этой территории уже больше 15 Там лет. за это время скоро детей Не урезать, а добавлять надо За такую организацию правильно надо добавлять еще земли-то. Таких людей на вес золота. Голосуем, народ! Что не добирать, а давать наоборот надо. Благодарю за поддержку. Против нет. Ура! Виктор Николаевич Санников, Кишерть. Виктор Николаевич Санников, 12 сентября 1957 года рожден. Родители русские. Закончил педучилище в Перми. Преподаватель чечения рисования труда в прошлом. Отслужил армию. Остальное время занимаюсь собственным трудом. Мебельщик 15 лет стаж, краснодеревщик. Сейчас развиваю, вот мои поделки там, видите, на окне, в тот раз привозил. То есть занимаюсь промыслом деревянным. Значит, избран депутатом Кишерского райисполкома и председателем Кишерского райисполкома. То есть направление у меня одно – восстановить народную власть, прогнать всю эту нечисть. Но все зависит от нас, получится или нет. У меня Все получится. Вопросы есть? Народу все ясно? Голосуем! Отлично. Ура! Один человек против. Два человека против. Нет, я не против, наоборот, я хочу сказать, отделение маленькое сделать, пока пользуюсь моментом. Один человек остался. Максим, присядь, пожалуйста. Еще один остался? Да, еще один у нас кандидат. Елена Юрьевна Горбунова, город Чусовой. Всем здравия. Я не обладаю такими замечательными качествами, которые тут вот слышу, но у меня есть свой вклад. Я в свое время всегда занимала жизненную позицию активную и в спорте, и вот в объединении, где-то, значит, на праздники, где-то еще на какие-то мероприятия. Думаю, что от меня будет повод, срок для объединения нашего народа в единую силу, которая смела бы вот этот режим, вот это все, я не знаю, как это назвать, но чтобы мы были хозяевами нашей земли, и чтобы у нас было всем, как говорится, по труду, и каждому по способностям.
потому что паразитов не должно быть в нашей жизни. Ну что еще? Работала на часовском заводе, сейчас пенсионерка, и могу отдать все свои нехилые силы для общества. Голосуем, народ. Единогласно, ура! Так, ну мы сделали очень важное дело. К сожалению, мы выбились из нашего времени, по-моему. Да, это, конечно, того стоит, вопросов нет. Просто остался еще один вопрос, который мы хотели рассматривать. Это по кооперации, вот этой всей видам деятельности, взаимодействия, вот по всему поэтому. Ну и, конечно, оформить и принять решение. По кооперации будем что-то обсуждать? Будем. Ну, в целом-то, наверное, надо... Давайте коротенько, там у нас вот записался Сергей Задиренко сказать. Он что-то хочет сказать. Уже не хочет? Как-то. У меня объявление. По кооперации желающие выступить? Минутку-две. Тут надо понять, с чего вообще начать и как Может, Александр Булдаков расскажет? все это. Ну, деятельность и поставка продуктов, там, ну, любая, в принципе, деятельность. Любую деятельность можно в кооператив организовать. Кто-то же должен это организовывать, как кого-то надо какой-то отряд организовать на это дело. Хорошо. Слушаем внимательно. Еще желающие? Хорошо, подходите. Только давайте побыстрее, у нас выгонит. Если посмеют. Значит, смотрите, раз мы с вами определились, как я уже выступал, и вы подтвердили, что мы опираемся, берем за основу первоначально советское государственное право. Поэтому, как я уже сказал, в советском государственном праве в 1988 году в СССР был принят закон о кооперации СССР в СССР, подписанный Громыко. Этот закон, кто зайдет в интернет, до сих пор стоит в статусе действующий, то есть его не отменял никто. Так вот, мы сегодня, мы Удмуртская ССР, Татарская ССР, здесь вот есть представители со Свердловской области, мы в рамках этого закона начинаем создавать кооперативы. Кооперативы, как я уже сказал, они должны регистрироваться в исполнительных комитетах, при финотделах. И вся деятельность взаимодействия этих кооперативов начинается уже в советском праве. Мы, как можем, уходим от Российской Федерации. Российская Федерация сегодня держится, как вы знаете, только за счет налогов и сборов, то, что они собирают с нас. Поэтому, как только мы будем перекрывать им кислород на местах, да, это будет сделать непросто, но все это будет на глазах, значит, вся эта Российская Федерация, за счет того, что мы будем перекрывать финансирование, она будет быстрее рассыпаться и разваливаться. Значит, все налоги и сборы, согласно этого закона, они отчисляются в финотдел в исполнительных комитетах при советах народных депутатов. То есть это сельские, районные, поселковые, все уровни. Понимаете? Вот. Для того, чтобы, значит, как я уже говорил в предыдущем выступлении, мы тихонько отошли от бибариков, нами предложено запустить свою расчетную единицу. Мы ее также назвали Аркона. Дизайнер ее уже, значит, подготовил, как она будет выглядеть внешне. Ну, она будет как купюра выглядеть красиво. Вот. Предположительно, значит, соотношение одна Аркона 1000 рублей бибариков. И вот эта Аркона, значит, она и будет запускаться. Я понимаю, сейчас это за 5 минут не объяснишь. Я просто вам хочу порекомендовать, просто запишите опыт Калионов, деревня Калионова, Московская область, Михаил Шляпников, с которым мы тоже поддерживаем связь. И опыт Шаймуратиков, Шаймуратова деревня. Вот. Шаймуратова, к сожалению, там в свое время прижала Российская Федерация, но в Калионах они все это делают. И там я вам сейчас расскажу просто суть. Деревня, обычные деревенские люди, жители, изучили финансовую структуру и запустили свои деньги. Калионы назвали, в честь деревни. Вот. У них начались судебные процессы с Российской Федерацией. Российская Федерация заявила, что они
таким образом подрывают экономику Российской Федерации. То есть, представляете, да, в деревне мужики собрались, нарисовали калероны и это самое. И вот у них было несколько судов. И значит, вот как Михаил это подтвердил, мы с ним созванивались, Шляпников. Значит, на суде был представитель от Центрального банка Российской Федерации. Вот. И Михаил ему задал вопрос, а чем обеспечен билет Банка России? Ничем. Тот ему, нет, он ему с гордостью ответил 100 копейками. Вот. На что он задал такой с ехидной ухмылкой вопрос Михаилу, а чем обеспечен ваш калеон? Михаил, ну он сказал, я, говорит, не подумал даже, просто сказал, 10 куриными яйцами. Поэтому все в принципе есть, надо просто организоваться и делать. Все есть. Тоже по кооперации Филипп Валерьевич. Добрый день, господа. Здесь товарищи, господ нет. Хорошо, не будет господ, будут товарищи. Я хотел бы отметить, что я занимаюсь именно вопросом потреб кооперации в общине и юридическими вопросами. Проблема в том, что люди не занимаются этим. То есть я прошу выйти на контакт и по любым вопросам помощи в бизнесе, кто-то, у кого есть собственное дело, по любым вопросам, ну то есть мы начали что-то делать, то есть организовали взаимодействие с фермером, но это страшно мало. Страшно мало, потому что люди не активны в этом. То есть если у кого-то есть, во-первых, это надо обсуждать, то есть должны быть конкретные предложения, не абстрактные, а конкретные. Что есть фермер, у которого нет сбыта, там есть возможность поставки там картофеля, у кого-то что-то осталось. То есть у меня есть гараж. То есть принцип моей деятельности это взаимодействие в интересах общинников. То есть экономическая взаимопомощь. То есть, ну, желательно, конечно, с конкретными предложениями, но и любые идеи, они тоже рассматриваются. То есть вопросы рассматриваются взаимодействия по организации совместных предприятий. Вот, например, сейчас мы формируем мебельный цех. То есть Евгений Путин предоставил помещение, люди нашли станки. Я сейчас, вот, Женя помог деньгами, заказал на восстановление станки. То есть у кого что-то есть, кто чем-то может помочь. Понятно, цены для общинников будут ниже, там будет работа для кого-то. Ну, это определенный на лимите. Вот. Любые идеи подобного рода, они приветствуются. То есть мы обеспечим юридическое сопровождение каких-то дел. То есть, ну, желательно как бы от РФ отойти, чтобы были прямые линейки. То есть, что вот фермер наш, перевозчик наш, потребитель наш. Это идеальные условия. Я понимаю, что сразу это не получится, не всегда выйдет, но надо к этому стремиться, добиться того. То есть предполагаем, например, посадки. Если люди, как в советское время, готовы выехать на картошку, например, в Кишерт или в Архангельск, на покосы, я считаю, это можно как-то совместить, это сплотит людей, организует. Вот. Хотелось бы это обсуждать, потому что практически поговорили и забылось. То есть очень мало сделано в этом направлении. Я прошу просто связываться со мной, какие-то предложения, то есть наладить взаимодействие. Все у меня. Разрешите объявление. Маленько, быстренько, 5 секунд. Пока идет следующий выступающий, Максим объявление делает. Кто там хотел еще по кооперации руку тянул? Ну тогда, Максим, говори. Объявление быстренько сделаю. Уважаемые друзья, вновь испеченные депутаты, которые сегодня избрали, а также депутаты города Перми, прошу подойти ко мне, я раздам свои контакты. Необходимо, чтобы вы все предоставили копии всех своих документов и автобиографию, которая на А4 формате, и в электронную почту мне прислали всех, чтобы я всех зарегистрировал у себя. Вся информация будет храниться только у меня. Никуда я ее передавать не собираюсь и не буду без распоряжения, значит, без волеизъявления народа. Вся информация будет концентрироваться лично у меня на данной стадии. То есть прошу всех обратить внимание, значит, Пермский совет народных депутатов и Пермской области. Подойдите потом ко мне, пожалуйста.
Тогда надо в электронном виде исключить. Не-не-не, они могут прислать мне на электронную почту. Электронная почта у нас что, взламывается, что ли? Она спокойненько, я их скачу, потом могу письмо просто удалить, а она будет у меня храниться уже в архиве. Так будет проще. Но там нужно будет все документы, которые у вас есть, плюс на формате А4 просто в вордовском файле написать свою биографию. То есть родился дата и пошло до сегодняшнего дня. До того, кем вы являетесь, что вы делаете, чем занимаетесь. Все, в принципе. Благодарю. Кто-то еще, может, по кооперации хочет сказать? А, вот еще есть. Пока выступает, мы тут подготовили решение, сейчас выступающий Скорословый проект решения озвучит. По кооперации говорили, просто у меня тут не то чтобы идеи, а вот народу много, у каждого есть своя, ну не фишка, а как сказать, свое направление. Кто что может, кто что умеет, кто-то, например, ногти умеет делать, кто-то прическу, кто-то еще что-то такое, да. Я что предлагаю, вот когда будет собираться кооператив, да, мы просто будем организовывать час, человека час своего времени. Я про это, чтобы если, например, не передавать деньги из рук в руки, да, знаете, да, что одна сделка, это мы дяде Сэму отдаем 25 центов с любой сделки. А здесь по времени, вот кто-то что-то может, вот можно вот так вот друг другу себе эти услуги делать. Вот, имейте в виду, это тоже очень, очень важно, и на всякий случай тоже для себя запишите, если есть возможность, то это вообще просто будет незаменимая штука. Человека час, просто время. Время друг другу передаете, один делает то, другой делает другое. Как это фиксировать? Можно меняться. А? Как это вот, ну как это вот в виде? Вообще элементарно. То есть я пришла, сказала, что я там час я могу посидела посидеть этого. час с ребенком, он может отвезти на машине кого-нибудь, другой может быть сделать еще что-то такое, поменяться и... А взаимозачет это чем измеряться-то? Ну типа как? Типа помощь в часах. Тебе 2 часа помогли, ты 2 часа. Просто одна из того, что можно делать. Поэтому эти На списки тогда какие-то делать, что кто чего умеет, с телефона и с номерами прямо. Какой-то общий какой-то сайт создать на эту тему. Просит слово человек по гражданской обороне Сергей из Орки. Я поняла. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Федорович Савин. Значит, я из города Ижевска. Я биографию свою упущу, как говорится, потому что я назначенный исполкомом начальник гражданской обороны. Вкратце, значит, я работаю в ПЧ-24 главным инженером, параллельно был помощником начальника штаба гражданской обороны и отвечал за эвакуацию населения города Ижевска железнодорожным транспортом, ну, на случай гражданской обороны. Значит, много вопросов, которые надо будет решать. Значит, я узнал в военкомате. В военкомате я еще являюсь помощником военного коменданта с 2014 года. Нового военного коменданта нет на сегодня. Мне говорят, давай, говорит, ты стань военным комендантом. Я говорю, а что делать буду? Они говорят, а мы не знаем. Да, но ситуация может в любое время развернуться так, что нам надо будет массово, первое, что эвакуировать население. Это надо отрабатывать заранее. У меня опыт есть в этом. И это очень такая трудоемкая работа. И особенно, когда это надо будет проводить мероприятия, тоже это будет самая очень большая работа. А мы взяли на себя обязанность за жизнь наших граждан. Согласны? Согласна. И мы это должны выполнить. Значит, если у вас еще штаб гражданской обороны не имеется, нету начальников гражданской обороны, их назначает исполком, то у меня просьба, изберите начальников гражданской обороны и нас вместе всех свяжите. Мы потом проведем свою работу. Доложим по исполкому все это, согласуем и будем дальше это все дорабатывать. А вы не в курсе, вот у нас при СССР были раньше всегда бомбоубежища, и всегда было это указано, допустим. А сейчас они куда Вот девались это у все нас? надо отрабатывать. Надо, чтобы люди знали в случае чего, в случае каких этих
разных неблагоприятных воздействий на, скажем, на человеческий организм. Сегодня я-то больше специализировался по нанесению ядерного оружия, ударов. А сегодня у нас не только ядерное оружие, у нас сегодня вышки нас могут выжечь. У нас есть вот Плыкин Виктор Дмитриевич, он разрабатывает установки, которые эти лучи нейтрализуют. Почему? Он может... Да. Если город Ижевск, он смету сделал, говорит, 57 миллионов, я, говорит, город Ижевск накрою колпаком, говорит, ни одна вышка, говорит, не сработает. Ну, думаю, Пермь можно накрыть будет миллионов за 150. Поэтому, а если в штабе гражданской обороны будут иметь эти приборы, ими будут обучены члены ДНД, как пользоваться, и где будут массовые скопления, где нас захотят уничтожать, одним прибором можно будет накрыть в несколько сот радиусов сектор. Представляете, сколько можно народу защитить разом? Поэтому отнеситесь к этому вполне так это серьезно. У меня все. Просто вот тут сейчас Сергей поднял такой вопрос интересный. Кто смотрел фильм «Эпидемия» Российской Федерации 80-х? Веслобокова, да, его так отрекламировала, да? Ну, там показано на практике, как будут уничтожать народ под, якобы... Под видом эпидемии. Да, под видом И уже это запущено. Кто смотрел этот фильм? В Китае это уже... Я отрывками смотрел, ужасные вещи. Посмотрите, вот особенно касается тех, кто сейчас берет на себя ответственность, силовые структуры, ДНД, депутаты. Посмотрите этот фильм от начала до конца. Еще раз, как называется? Эпидемия, 2019 год. Вы поймете, что нам хотят устроить. Поэтому нам необходимо и медицина, и гражданская оборона, и ДНД, и милиция. В Китае это уже идет. Я почему говорю, что нам надо объединять с областями, значит, у себя в Ижевске я попросил, в общем-то, меня поддержали, нам возобновить военные округа СССР. Мы с вами входим в военно-уральский округ. Да, давайте мы его восстановим. И поймите правильно, что если мы будем уже военно-уральский округ восстановим, то к нам Сибирь тоже быстро подключится. А Урал, Сибирь это были всегда, как говорится, такие неразрывные. Ну и сами знаете, Великой Отечественную войну кто стоял? Уральцы, сибиряки. Это кузница кадров. Да, и простой пример, если я вот так вот скажем, на случай уже чрезвычайной обстановки, пошли эшелоны с китайскими войсками или какими угодно, скажем, с Урала туда придурали к нам. Что можно сделать? До 2 человека могут целый полк заблокировать и спалить в тоннеле, правильно? Еще 2 полка можно с чертового моста спустить, 7 метров, к черту их уничтожить. Это могут сделать 2 человека. Сразу уничтожить 3 полка. Не выдавай все военные тайны. Нет, я так к примеру говорю, чтобы люди понимали, что если нас будут щемить, то мы должны уметь дать ответ. Гражданская война должна организовываться. Да. Ура! У меня есть вопрос, касается здесь все русских. Что хочу сказать. Вот наш брат говорили, что Кавказский хочет отделяться из России. Нет, туда надо. Говори, да, что так очень трудно слышать. Сериал. Здравствуйте, все русские братья и сестры. Я армянин из Грузии. Я родился в Грузии. Вот у меня есть паспорт, когда полный развалился Советский Союз, Саакашвили приехал в Грузию, наводил полный порядок. И сделал нас паспорт, задрам паспорт в Грузии. Мы можем идти в Америку, Германию, везде работать. Вот у меня жена есть, дети есть, которые говорят, Кавказ хочет отделяться от России. Почему? Потому что у меня там работать нет. Я вынужден буду идти везде работать. И весь Россия, весь Кавказ тоже так. И когда здесь меня останавливают, задерживают так милиционеры, видят паспорт, мне говорят, ты иностранный гражданин. Я говорю, молодой человек, 86-го года, ты где был? Он мне говорит, я был еще маленький. Когда я был маленький, я военный присяг принимал, Ленинград.
Вот когда Максим читал военный присяг, у меня получилось слезы. Мой дедушка воевал в этой войне. Я служил в Советском Союзе. Вы знаете, что мы всегда читаем, ждем русских. Все Кавказ, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан. Мы все ждем наших братьев русских. Если русские отсюда начинают война, создать Советский Союз, посмотрите, ваши братья корейцы что делают. Быстро открывают все границы. Мы ждем это. Когда русские, вот Москва объявляет, что граница открыта уже Советский Союз полный, посмотрите, что делает Кавказ. Немедленно все дороги открывают. Мы все ждем вас. Вас ждем, русские, пожалуйста. Поднимите все власть. Советский Союз, современный Советский Союз. Я очень, вот 12 лет я здесь живу, иногда хожу, вот русские милиционеры, вот таджикистанцам говорят, кавказцам говорят, вы чурки, вы не русские, что вы делаете нашей земле? Я говорю, это не моя земля. Не только русские воевали, мы все вместе воевали. Мой дедушка воевал в этой земле. Это все наши родины, это наши земли, это наш Советский Союз. Они мне говорят, ты иностранный, я говорю, я гражданин Советского Союза. Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз. Мы все ждем вас. Мы когда играли, были дети в школе, мы играли вот «Три мушкетера» Д'Артаньян. «Три мушкетера» это кавказские, а Д'Артаньян это русские. Все ждет Россию, все ждет Россию. Артур, так надо, чтобы они тоже как начинали там действовать, чтобы мы сошлись вместе. Я вот там пацану говорю, они говорят, если так, говорят, мы все согласны. Против китайцев, против всех. Пусть тоже начинают. Есть легенда у чеченцев. Саша, расскажи легенду у чеченцев. Какая легенда есть? Давайте продолжение, маленькая ремарка. Значит, эту легенду рассказал мне мой друг, товарищ, соратник, чеченец по происхождению Эдуард Хусейнович Наипов. Существует такая легенда, что именно чеченская конница, народы Кавказа кончат с мировым сионизмом. Я сам, конечно, этого никогда не знал, но он говорит, что эта легенда существует. Поэтому было принято решение сионистами в свое время вырезать весь чеченский народ. Но Сталин, я даже этого, честно говорю, я не знал этого, он мне это рассказал. Сталин сделал все, чтобы чеченский народ не вырезали, а чтобы его хотя бы вывезли и сохранили. Да, процесс был, не, будем говорить, неблагоприятный для чеченского народа, но народ сохранился, и, как он мне сказал, придет время, чеченцы поставят памятник Сталину. Поэтому еще раз говорю, вот здесь наш соратник, гражданин Советского Союза, выступил. Еще раз говорю, только вместе мы сила, весь советский народ. Мы сегодня не можем делиться на грузин, там, армян, таджиков, узбеков, других народов. Мы все единый советский народ. Мы должны это осознать. Мы вместе служили в армии, в Германии, везде, в Анголе, куда нас только не посылали. Вместе делили хлеб, делили воду. Вместе воевали наши отцы в одних окопах. Поэтому мы не должны это забывать. Скоро 9 мая. Мы на 9 мая опять готовим документ, чтобы триколор сняли. Мы рекомендуем вам этот вопрос поднять. Это власовский флаг. Это флаг Локотской республики, который кровью полит советских граждан. Только пулеметчица 1500 граждан расстреляла под этим флагом, присягав Адольфу Гитлеру, своему командующему. Вдумайтесь, только она лично расстреляла 1500. А сколько погибло от рук Рона ихней, это не Власовская еще, а Русская освободительная народная армия в составе дивизии СС, которая воевала с нашими окруженцами, партизанскими соединениями, корпусами, которыми командовали наши земляки. Наш Александр Николаевич Сабуров, на улице которого я живу, командовал одним из таких соединений и бил этих роновцев, которые воевали под власовским флагом. А теперь я должен ходить под этим власовским флагом.
Вы представляете, что с нами сделали? Поэтому только объединившись, мы все вместе, еще раз говорю, весь советский народ, как бы нас ни называли, сектанты, придурки, умалишенные, что там еще придумают эти сионисты. А сектантов все больше и больше. Сама ОРТ продемонстрировала, Российская Федерация, да, вообще этот общественный телеканал России, интервью, когда было с Медведевым, 92% хотят в СССР. 92% сектантов. Понимаете? Поэтому только за Советский Союз и вся власть Советом народных депутатов. Ура! Можно мне чуть-чуть дополнить к этим всем выступлениям? Непосредственно неделю тому назад приезжала делегация из Белоруссии, именно белорусского простого народа, и рассматривались, обговаривались вопросы о воссоединении для дальнейшего восстановления Союза Советских Социалистических Республик. Они нас полностью, наш советский народ, поддерживают и говорят, что мы, ваши братья, мы вас поддерживаем и давайте продолжать все мероприятия и действия. Это по поводу воссоединения. Еще хочу сказать, что да, выступающий человек с национальностью армянин, да, они нас все ждут непосредственно на территории, на своей родной территории. Мне также приходилось быть как офицеру и на территории Чеченской Республики, и на территории Афгана. Вот. Что хочу вам сказать. Вот именно настоящие офицеры, которые понимают непосредственно, что значит человеческая жизнь, они всегда поступают именно по настоящим офицерским законам. И поэтому, когда со мной случилась беда, именно мою жизнь, которая была на волоске, непосредственно продолжил хирург-армянин. Мне это сложно говорить, потому что в течение 10 лет он не восстановил полностью зрение. Я ослепла после травмы. Так вот этот человек-армянин, он сказал: ты знаешь что, я помню, как в СССР мы вместе с русскими ребятами лизали сладкие петушки. И поэтому я также сейчас хочу, чтобы мои дети продолжали не только лизать петушки, но вместе работали и создавали государство новое. Только вот чисто, когда общалась с двумя республиками, точно так же и другие республики, а чеченцы, они вообще, вот благодаря советскому солдату, который непосредственно вот именно понимал их жизнь, они им благодарны. Я вам сразу говорю. Хотя РФ к нашим ребятам, к нашим солдатам, вы знаете, какое отношение. Я говорить об этом не буду. Знаем, знаем. Ну, мы хорошо поработали. Потрудились? Потрудились, точно. И вот такой проект решения собрания родился. Первое. Принять присягу воина как текст. Максим. Принять шеврон, предлагаемый Александром Булдаковым. Участвовать в издании, это третий пункт, участвовать Не Александром Булдаковым, а Советом народных депутатов. Советом народных депутатов. Участвовать в издании газеты «Рассвет» финансово и информационно. Утвердить выбранных 12 депутатов. Работать в развивании потреб кооперации. И назначить сессию вновь избранных депутатов облсовета ориентировочно на 7 марта. Вот такой проект решения. Задача штаба гражданской обороны.
Дополнить. Дополнить предлагают. Создать штаб гражданской обороны. Это архиважно сейчас именно. Да, важно, да. Давайте дополним. А добровольную народную дружину мы хотели вначале. Это кроме этого. Дополним? Да, дополним. Все, дополняем 7 пункт. Создать штаб гражданской обороны. В скобочках снести, все вышли. Они незаконные, их снесут, там и докажут. Их сносить не надо, их надо демонтировать, это нам пригодится. Но по газетам, может, какую-то редакцию? Гражданской обороны областной, городской? Областной. Делайте областной. Сначала областной, да, потом... По газете, да, вот еще тут правильно вопрос подняли. Мы же тоже вносили. По газете, да, какие вопросы будут, подходите, потому что мы сейчас формируем уже у нас на февраль верстка готова, газеты верстка готова, так что нам нужно, кто будет заказывать, обращайтесь, мы должны сделать общий тираж, чтобы у нас как можно было дешевле. Это в Перми, Галина. Это в Перми я этим вопросом занимаюсь. Секунду. Ну что, народ, осмыслили решение? По пунктам голосуем или разом? Зачитаю еще раз тогда. Принять присягу воина как текст. Принять шеврон. Участвовать в издании газеты «Рассвет». Утвердить выбранных 12 депутатов. Развивать потребкооперацию. Создать областной штаб гражданской обороны. Назначить сессию вновь избранных депутатов областных ориентировочно на 7 марта. Голосуем? Отлично. Кто-то против? Ура!